Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Сидел ночи. Вестикой Массера. Добро пожаловать на стрим. Satadiye kadar nar niçet. Atıyor Instagram çağı başlamayız. Primo efi şmayarış. Son Instagram çağı dehkana. Her video daya kara bordiyor gardala. Asa video çağı daya kara şerçüm. Şehzade ettiğini властine один aşağı. Bagır eder doş gerçek dol kuon gıdala. Nereye somasam? Вот, и еще один брат Шамхан задонатил. Аллах дал саду, Шамхан. Ну и наш YouTube канал подсоединились. Я думаю, Ибра на связи, наверное, и скоро мы своих YouTube братьев тоже будут просматривать наш канал. Стрэнджер хаат сунам юк шенличхена холи watch холи. Будем надеяться, что он выйдет в эфир тоже. Что касается ударившего ножом этого парня Устюаха, я не знаю, какой национальности, говорили, что курд или афганец, я точно не знаю, но его взяли на месте, поэтому вот такая вот, как говорится, ситуация по этому вопросу. Вот, отвечая на вопросы и комментарии, которые были заданы на мои тексты, что якобы новый сюжет снял Изя Кулумбекашвили. Мне там, буду ли я отвечать на этот ролик. В принципе, мне, честно сказать, отвечать незачем. В данной ситуации это идет самое, что ни есть, провокаторская деятельность. Обсуждать современные войны, грузино-осетинский конфликт или грузино-абхазский конфликт, или то, что он там наговаривает на своих же осетинцев. Осетин – это его личные проблемы. Это, думаю, что осетины сами с ним поговорят, разберутся, мне до них дела нету. Что касается некоторых высказываний в адрес там его бурная фантазия, это его личное дело. Поэтому даже если передали, алейкум салам, даже если передали, даже если сказали там что-то, что я предоставил информацию, он сказал, что нету, я предоставил информацию о том, что есть.
записи у грузинских источников. Это еще не, я еще не включил и армянские источники, которые в 7 веке указывают непосредственно на название нашего народа. Поэтому, ну, в этом эфире я внимания уделять не хочу, но в этом эфире он признался, он говорит, что он по происхождению иронец, осетин и так далее и тому подобное. Поэтому дальше, когда его будут восхвалять нарнийцы и присылать его ролики мне, я думаю, уже мне ничего не нужно. Если вы предпочитаете информацию о нем и восхваление о вас или о ком-либо, это ваше личное дело. Как думаешь, чем обусловлены нападки со стороны некоторых Байсангура Биноевского, уже даже на Байсангура Биноевского? Ну, это обусловлено тем, как сказать, комплекс неполноценности, комплекс, да, думаю, что пускай останется, дальше углубляться не буду. Бойсхар Биноевский не стоит никаких слов, или кто-либо что-либо говорил о нем, поэтому для меня нету никакого смысла. Я еще раз вас прошу говорить национальность. Мы их называем нарнийцы, называют национальность или тейпы. Целый тейп или целая национальность не отвечает за, как говорится, народ. Поэтому... Assalamu alaikum. Başla. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Marjouhila hudesh wa hum adu. Assalamu alaikum. Подписчика. Wa alaikum. Dat son der. Başla. Dik usan связь хечу мёцун. Бех побила хечу мя связь хечу. Нормально, хорошо. Başla dela خاطر جوز başla dela. Милу Адам Уаз. Адвокат прокурора. Хотели мостин за дистхлы за вари анчи чвайда, короче. Мужо дикер дари он ху алхит. Если человек готов показывать свое лицо, говорить без мата, я никому не отказываю. Шехаттар ждала, чува еще шупай. Адам, царацу листал царай. Солнца, я еще раз говорю, эфир не закрытый, у меня аккаунт открытый. Любой человек, если у кого-то есть вопросы или хочет со мной поговорить, я для всех открытый, я ни от кого не скрываюсь. Еще просто есть два правила. Любой не хочу, я не искал еще шен ла прокурор вол, шен ла адвокат вол, шен лу хава еще шу. Мы ни от кого ничего не скрываем, каждый желающий может отправить, пообщаться, но мы должны знать только одно. Просто пустословить и говорить ни о чем, и терять 3-4 часа я, как в прошлый раз, не буду. Потому что у меня на это уходит и время уходит, и финансы уходят, и все остальное. Поэтому просто болтуны, вообще люди, которые конкретно, если есть претензии, если есть о чем конкретно спросить, добро пожаловать, я всегда рад поговорить, пообщаться. И уже на протяжении 3 лет я принимаю всех, кто желает зайти пообщаться. Но вес должен человек в рамках культурной дискуссии любой национальности может зайти. Но если начинает между словом бяхмобила, вот такие вопросы я не люблю. Почему? Потому что здесь есть бог каниш бог чуа зудри бог каниш атака уездоч амял почуа уешдатсун я вилкадаци вегадошадаци. Я не хочу, чтобы мы становились похожи на тех, кто этим занимается. Окей, сюда дело соргуат лешвар, хитагат даже. YouTube чуа гушватсом. YouTube чуа канал хадёлж помощник, помощник шбуйха. Молодец, по интернету. YouTube канал, ёлшуцу чуа. А видео шунцугуле чуаинс. Почу кушал видео, прямой эфир YouTube чуа хунцу башла. Ёлшу. А просто подписаться, чуа Ибраим.
название, в Германии, вашу Ибраим, чучу классицы, название, хайта, башлам, .39, лайф, алязаньон, YouTube, чуа. Иштиошон канал. Так, ты вызов я с телемост. Давайте, короче, сделаем телемост, чтобы как мало лицо показывали, нормально разговаривали. Можно это отправить, короче, вызов. Это на дискуссию. Ты должен им это на дуаласты. هم چیز گفتلا حقوق دو أصحاب حوال و باكم أكم تار سيد شوم تار كنال اشتياح هون دم هون بلز دقيق تار ديتر هون دو هايان كده هونا رأسنا دات كده عارج كنيجات بوك كولق ونمتش دات كده بوك كولق دات это даяzo шуе, да, это традуешь там кумш. Просто мне интересно, сегодня я дискуссию с одним человеком сделал. Цели шагайте та чувала целяцуна, то загют хумш, то лет дют хумш, сол. Это я ему доказал, кто он. Просто одним словом. Это если я тебе, вот, Лоша, я тебе рекомендую одно. Если у человека нету мужества и достоинства, чести показывать свое лицо, собственно, асбахи, адагайт ваца и борш ваца, эсна официально вообще камялда юштаца. Почему? Потому что спрятавшись, многие начинают упрекать, когда никого лицо не видно, начинают говорить, ахкан шуник мовар, ахун хуа и тхайни гвар вацар, может и сюлиу, может и хириу, оли дабилу. Чтобы вот этих разговоров не было, заходит, показывает лицо, все. А что касается, там говорят про меня или про тебя, про кого угодно, Маша Аллах, дала вая эцумнах цанди ашду, дахкик энваш далурду, вайт ахтеги мерз жим кэнваштани, Аллах энхиятам цани, ялсмани урдастиш. Я как раз таки, смотрите, я хочу как раз в эфире, вот хочу, чтобы вы понимали, есть одно простое правило. Эти люди, называя их нарнийцами, балаболами или кем угодно, эти люди настолько тупые и говорят, вот как раз осуждая по Бузуртанову, как раз они закинули ролик, мне прислали скрины, и они говорят, меня обсуждают и говорят, вот Руслан показывает книги, а вот Башлам не показывает. Но, уважаемые, если ты дурак, то ничем это не исправить. Каждая моя статья, каждая моя карта, в основном все с вырезками, с какой страницы, с какой книги, с какого года, я все показываю. Зачитывая книги, я говорю, кто давал рецензию, какая книга, как она называется. Поэтому, в отличие от них, я читаю от А до Я, до конца, чтобы людям было понятно это дело. Если там небольшие, конечно, монолитные тексты, боюсь, что это людям просто-напросто в прямой эфире. Если я 2 часа буду, допустим, они сделали доклад, он из 90 страниц. И эту ерунду, если я буду читать все 90 страниц, у меня люди скажут, поэтому я думаю, что я за это не переживаю. Если я что-то говорю, я сразу самого еще 3 года тому назад сказал. Единственные поправки в любом тексте, мои авторские поправки, это будут какие? Если там написано чеченцы, я буду писать спереди нахчицы, потому что наше самоназвание не чеченцы, мы нохчи. Поэтому я нохчи пишу дефис и потом уже пишу непосредственно чеченцы. Эти вправки я делаю, я это уже всем сказал, это как бы я не занимаюсь там, изменением общего материала. Чеченец это нохчи, нохчи это чеченец, это синонимы, вне всякого сомнения. Но люди, видишь, они даже текст ешется, они не понимают, что сами себя позорят. А позор заключается в том, что они говорят, вот он не берет ниоткуда. Как не беру? Я как раз таки предоставляю материал. Но, к сожалению, я заметил, есть такая проблема у нас, когда я закидываю видео, будь то про Русика или про кого угодно, там бывает 5 тысяч, 10 тысяч просмотров видео. Вот так получилось, что наши люди любят больше смотреть видео, нежели чем читать тексты. Я раньше больше делал эти тексты, но сейчас пытаюсь компактно, только о нас, только касающий нас в основе своей, мялок язык, чтобы люди прочитали. Если я закинул,
и кто-то задонатил, да, сообщил, что донат, да, если я закинул, значит там в любом случае, в основном 99%, да, ну хорошо, 98% войнохчик омахляцкой. И это будет касаться в основном истории. Ну, есть люди, которые, допустим, адыги, братья. У нас взаимодействие с адыгами, черкесами было. Про это у меня есть материал, я закидываю. С кумыками, почему? Потому что мы граничим с ними. Про лезгин есть. Иногда про аварцев. Но Шамиля, имама Шамиля, исключить из этого материала я не могу, потому что он был имамом Чечни и Дагестана. И 20 лет он был у нас, понимаешь? Сегодня из-за того, что он по национальности или аварец, или как, кто угодно, я не знаю, они там его каждый к себе тянут. Но кем бы он ни был, не упоминать я его тоже не могу. Ну, точно так же во время депортации, если я говорю о депортации, депортация была не только чеченцев и ингушей. Депортация была еще, там было несколько, 8 почти что, из них 6 кавказских национальностей, будь то карачаевцы, будь то балкарцы, будь то другие национальности. Их я тоже упоминаю. Что я хочу сказать? Я ни в коем случае, не я и вообще, люди не должны затрагивать историю. У меня нету желания оскорблять грузин, кабардинцев, дагестанцев и кого угодно. Если история касается, я пишу, и касается нас и взаимодействия, я отвечаю. И плюс ко всему, конечно же, когда нагло начинают врать и говорить, что Бойсхар Биноевский оказывается не Нохчи, или Зелимхан Харачоевский оказывается не Нохчи, то его передают Сюли, то они говорят, что он не Сюли, а из селения Бейни, там находится... там, я не знаю, из Ингушетии, то мой родовой тейп, я по происхождению с тейпом Эшбату, Нахчмахвайу, ишкирийский тейп, что мне говорят, что я родом из Ингушетии. Ну, я не против, в принципе. Я не против быть разъяснен, Ингушетии, но я на стороне Сайваридейшкар, да, Сайшит, Дейцехо, Шасо, Нохчивош, Хаошуса. Я не знаю, что там было или когда-то было. Может быть, 50 лет, тысяч тому назад, когда на динозаврах ездили. Может быть, мы и были там, я не знаю. Ну, кто-то из нас. Но армяне точно были. Армяне точно были в то время. В то время армяне точно были. Что касается родословной, ну, я говорю, сапючу-бючеваться, валлахи, билахи, талахи. Начиная де-авар, мелхи дешичвай буса, так, чертвай буса, орствай, Инзри, Уарствай, Буса Гергенах. И вот так я могу перечислить всех почти что шадышам эрдацас, но в основном духодол, ногчи, тейп, наштане, чуть загал, чуть гергел, вонч, щичвай, мягчвай, дейщичвай, и что. У меня нету привычки того, чтобы именно централизованно цавич тейп нагляд лица, в редком случае, моя идея и мой замысел, это наш народ. Ой, ногчик амдуй, иду со два глазом. Ой, муах буса два глазом. Ой, историю, ой, муах буса два глазом. А да, политические нюансы, моменты, конечно, пытаются меня в эту отрасль толкнуть. Мне это не нужно. Поэтому, кто бы ни зашел, показывает лицо, говорит там, как говорится, достойно, марш вовыл. Я с любым человеком готов говорить и разговаривать. Я не собираюсь оскорблять. Мне приглашали людей там с Дагестана. Когда я начинал задавать вопросы, и я понимал, что он не в теме, я ему даже дальше его долбать не стал. Я имею в виду по вопросам. Поэтому ищ ситуацию, адвокат дьявола Валерий, адвокат прокурора Валерий, щела замминистра Валерий и премьер-министр Валерий. Разница, пускай приходит. Я не собираюсь к ним в эфир идти. Почему? Если у меня будут вопросы, я на своем канале размещу. Если придет там человек, я размещу и скажу: чувак, ты соврал, я твою ложь показал людям. Обязательно пич азгуч бяха. И ебаться, башла хани сват, и бусулба воша, вэк омах воша, и валаха, и лулар оман, и валах, и тейпан валах, и лулар. Разница, если сухави ансун доказателен, дом ерхас доли, валлахи, биллахи, талахи, ассуини алпост, дай окр мою. И харцуя.
Но есть моменты, я должен, допустим, Беслан. Беслан. Инс, допустим, Беслане версию Германии, Асу Аба Германии, там, допустим, самый лучший команд Баварии Ола. Ас Ола Башламу, ас Лейпциги Ола самый дикник. К чему там книг Ол. Но они все хорошие, понимаешь? Но версию твою я выслушаю, его выслушаю. То есть так не бывает, чтобы или Беслан был прав 100%, или Башлам был прав. Разные версии мы можем послушать. Поэтому, когда они начинают говорить, вахушки Багратионе, Оли Дабюлош, и Гюльденштейн, Оли Дабюло, в этом случае царь Цудыца, царь историк, что бэдэ ол царь. Стоп бас. Но тига кивегу бас, масла бирже валели, кивег валели, книг валели, альча. Да, из газки офицер шихалуи, и царь хавалуи, короче, Цудыца бэдэ. Ну да, значит, а что чуардуючтек, да, бой чуардуючтек, хэ чуардуючтек, да, признать это есть. Вместо этого я начинаю говорить, ой, хайметик шиица бюло, сакидек пейдабоч, помилшта бюло. Я больше отъеду, что, помилш. А ищ нахица садит сундат. Еще шейдеца, что тейпанца церцани дадица, ищ помил. Ищ чак доштала. Сундера, ой, деште куду. Если у меня есть вопросы, ко мне вопросы, добро пожаловать. В нашей истории, нашей территории я всегда готов пообщаться с людьми, если оно полезно будет для нашего народа. Но просто, просто если эфир касается непосредственно нашего национальной идеи или нашего народа, я готов вести хоть 2, 3, 4 часа диалог. А просто но это не такие, у нас вот, мои эфиры не такие. Да, у нас есть некоторые проблемные вопросы, мы обсуждали это, когда говорили о внешнем виде, и могут ли наши девушки выходить за другую нацию, не могут. Такие вопросы особо важные для нашего общества и народа. Эти вопросы мы обсуждали, и, в принципе, очень неплохо обсуждали. А уж он махар, и цонгшнах, хачубо, и цонгшнах, да, бьются мусору, и алла ухаму, ваш алла ухаму, бьюх дендик, и алла хазбику, и милу, и цун машани, алла ухаму, хардина бош. Мне это не интересно, он альча сабал бацер, потому что они, эти люди, не решают судьбу моего народа. То есть Беслан, Германия, че хакач, киеш махкач Хорватия. Беслан, Германия, что чакдят, самовятня, что ногчичу, что дайбах неттикачу еще. Инс тоже ролшку, доктор Аш. Вот, Сундербас, и Юса Алшу. А когда ДГ, мне уже остальное, как знаешь, как-то по барабану. Да, конечно, есть некоторые моменты обидные, несправедливые. В жизни они всегда бывают. Нету, Дейл Салам Хилсун, Мухаммад Пайван, саллаху алейхи вассалам, давай чулт, справедливость, йорши, дунья, анисва, йорши, дунья. Чем дальше, тем глубже уходит в дебри, и поэтому говорить до там ориентация галиали инах бить абсолютно желание да хукум дуэль да шиис ванцани соус буалфинах ищ ситуацию в ислам. Амин. Валлахи, нисма буа хас буа الحمدلله ما شاء الله ديك دقه ايش كورت باش تقول والله السوق ديل ده كروش سوق ليل رباط على يلوش بقول والله باسر يبوه ما بيت قاعد يتبع ده انا بسناتش مصر ما دويش ستوري بسناتش هدك ميشر حدال ميشر دادو ده يقعد على شغله هو شوات نتلك خيتر شو كده مش خلش شو باي خيتر هو شوات هون يازر شو مش كمان تاجي صوت يازر شو هم مش كشتيان يلا يا حيتات زغيتو تقول تويت سفازي غير ورا عملوا ولا عملوا وثقة سندات سويتام يدو باش كمين تاريخ يازوش كمين تاريخ سرج حشتو تكتدش ديتسلوش سوسوازي والمجي اللي تويتان كونفرنس سوازي ولا عريز وزك حال الحبورش ولا سكريت ليو ادرس تون 100% سندات باشنا والله دوق داس دوقم دوق وصل بورش نعطو تغل رتع ديلا اسام يد تام خاطر دس تاهم جنسون تاهم نو دينسون ادم بروكورور منو بروكورور وي كروتشي تاب ورش تجت حزكون نقينا خمرت وصل إنا واسكروش دات يخل تون كومنتاريش أسيد حي حريز وإنت حاش توتون يازن الكومنتاري تايو خرق أحكيش ديل دا دير شيكو يا تبع تو عادي شو صدق لا تأتي بيستخلص ما شاء الله ديل لا تايو أبرت بغيرش أونلاين يقول سوازي يقول سرزا بيستخلص خبر ديزنا دات والله ديزنا
والله تهنا كروتشي تهن كل حالات حقي نفسه بيسلام هذا شو قدلاها سو جايت نيرز اشوز قوسن сочу ладу хватит не все тиги. И я заметил небольшие действия, которые после этого сахашир сетир. Я это ноччик шо кюпчик шо ачу ала то и камил дейтер сочу больше ноччик энти больше. И после этого я перестал смотреть. Это не моя платформа. Почему? Потому что иш не сейчас сейдукбу, а просто чубяхча дена на по всем траекториям будет торгош. Но сейчарге, по крайней мере, вежри мечтать, не стать, они, по крайней мере, исторически русло лоци, и чисто по фактам алачкул в основном уже. И уж больше мобильно освободил вежри. Още директ чуболи цигичуах касти. Он я шава хош, хау машер, хау допустим машер борт почу, он циги, он мялдеш мена. Серез йочул моментан ажвак модельная. يركب تلقيو يعني هنا هذه نقطة تلقيو هردو وجدو هذا أول вообще соборди. Ага, кюб тلقي محنخ ошту уже мы знаем, кто это написал, знаем. Какие должны быть действия нормально, адекватного, там, допустим, яхвош нокчучу. Что ищ хаш дотик да эрду. Да ол саол из-за этого возникает конфликт. Если бы я увидел в этом разговоре масла бахасам конструктивный диалог, я принимаю асьот ахбах, я принимал и осетинов, и дагестанцев, и ингушей, и ни один из них не может сказать, что ощега денди не хар али цамацалас. Я этого не сделал. И по отношению к народу, любому народу, я этого не говорю. Я этих людей определил. Пичбучвега, газбашвега, я нарничешь вообще, и пичуч, дальше всю жизнь. Не нравится кому-то, я разве держу кого-то? Это я эфир, я, допустим, не хожу по чужим эфирам. Да, ну, Сухуайлачу, давай сделаем так, договоримся, вот давайте вот договориться, давайте сделаем так, допустим, делаем телемост, делаешь обращение, видеообращение к этим, это я хшнахан, да, сможет ишпать, короче. Мастергация обращение, а видеообращение, короче. Сухуайлачу, мишли далогерчу, next на видеообращение, вызов пусти, а если вызов никто не принимает, тут сидим мы, хейтеры. Это, если у них грязные вещи говорят, люди сидят там, тут мы будем не грязные вещи говорить, а будем говорить, что дискуссию, короче, отказываются. Это Сухуайлачу на дискуссию. Беслан, на протяжении 3 лет, Беслан, 3 года я зову их всех, но при условии, они отмазываются, это не моя вина. Их приглашают, в чем ваша проблема? В чем там есть какие-то, если дебаты, есть разговоры, давайте, но условия, показывайте лицо и разговаривайте нормально. С собой не приходит. А те, кто приходит ко мне, даже в голые болеешь, и их даже нормально, кто лицо показывает, хотят, они даже не заходят. Это их внутренняя проблема. И не один раз. Валлахи биллахи видео, Валлахи биллахи талахи. Любой человек, который хочет поговорить, свою шейк по отношению к себе, или как-то меня недопоняли, или то, что вырезали из моего общего разговора и закидывали, говорили, что я наговаривал. Добро пожаловать. Хадуилиш, я ни от кого не скрываюсь. Хадуил вадистерду нормально. Харцуэру боквэду. А остальное, социаль, где кто они такие, чтобы Беслан, Башлам обращал на них внимание. Если еще юхмаш гайд борсахач, а кидаться сдеется удуйцаду. Они хотят, знаешь как, они хотят закрытым забралом, но это базарные разговоры. Я тебе больше дошел, помимо что еще. Серьезно дастись. Норвегия дабан был. Инзри дабан, ташарат, эйчрат, эхбош был, бакинах, шей историях, шей лемнишах, кеча, хаттер, чубо, ашнахбо, лдуешь эфир. Да, у нас не тысячная аудитория. И все же люди сидят, общаются. Поэтому
эти люди, если они хотят поговорить, если сюхляс дюшли, шаш нахьяла, шаш борша дала, те борша калма адала, дагвая цюнг лично сюк эфири голе хат анате. Если цар өз доцумш садите, асуш блокирует бирбат. Если цар өз доцумш дийсе, قصة цар дийцундат. Он дальше юадер хала иш борш дакхетин царик амел дира дат, сидеть где-то, я не знаю, там, в Шотландии и говорить какие-то великие цели, это уже несерьезное дело. Важно, сахамду, бехкубилла, юрваха, асис Адам, прокурор мировой, жена прокурора, жена прокурора, и алди, что не чултя. Жена прокурора, я с голосовой айтарион, именем Аллаха, да, вызываем тебя на дискуссию, это? Вызывать героя, иза героя, бузартану, массега галас, соцокол вещь был на. Судя вызов принять, я его видео я актерю, это. Хинстует сума мадит, что хума дит хумшят, что нахият, что умаят, то ох, что хият, сидишь, отхайн лук дизуду алдас, это. Я алдиш тут так, кима дат, башлам, знаю, ючул хумш, цалило что хум. صار هون يحكي فيديو على يوتيوب شتاها جيزة ديلا ولا يو لي غير كربة زيسو دات والله اللي غير دات كبير وقت يغني دات وي خدر تيتون يازي نكتا كيسو ولا رخ كرسي يخصون ديل دا عنقوي تريو اسأل دات بريخو توري اسأل عاش ورسو دات تساهم دو سونجو بوسو بورش كنتي بويسون غالغي مخكر وقع دات زكون خميل دوش لبو حاولقي حوش يمني انتريس نكرو تشي связы вот эти комментарии, вот эти видео связи, хотя сугала чу. Они ну им не интересно, короче. Ну цаамду, они есть люди, которые не поддерживают идеологию, но цаабочи церхир. Войнах чу ахбуца ба аздикнах. Цаню ахбуца ба аздикнах, да. Вот так вот, шкам да, цо башна дати, хш подаёй. Таду члаша так суёк телефон тан бизнес хаштосым журнан диях чворца, да гвоно чва. وای مر بیو یجیت سنان دادی وای سو خبر آل شو شوی تکای صبر کی اولش وای عادیت وای ایش عشوار ساز بس از بیوز تو گادیوش داد صدق خالص خاص لا ابس اصبح وجه كروتشي حقوق دغيا شوالي حنان ديت نجوال يو اس ابس ديت تسكو بارغان انتروال احسن كويل احسن تو قطع حاجه احسن نان دين Примерно 50 раз. Ишт хашан башна, ишт кюрдил ва ладу ёшаш башсın. Ha бюахгойч, ha что цумштуч. Этих людей травят, нас среди нас и есть ихние, наши, и есть еще третьи силы. Такое. Это суала чу юолелаш. Есть люди такие, которые даже не отвечают, короче, за твои комментарии. Когда ты пишешь человеку по-чеченски, он тебе пишет какой-то бред. Я вообще в шоке, короче, от этих комментариев, короче. А я же, сончу комментарий я забыл бельер, процент связи мовели, да, والله, تهم связи вот засу. А сюда летёт, что да, короче, да, сам. ساعات هوندا سون да, то даем садиет خوش. Так, قصة وهذا связи. باشنا إذنها, короче, это фитна чубахо. Фитна, ты среди нас фитна. Но мы молодые, молодежь, я думаю, молодые, ну вот я, он 20, молодая, 35, ой, да, целое дело, не? Так, мы молодежь поддерживаем башламбо. А кто себе губо, короче, газю бо, да, это, дело, говорю, элвай лихас, да, какой дело, да, это такие, башлам, поддерживают, хундо болсует. Башлам поддерживает, что тогда куда до боксу. Азбо дела, короче. Хайгется дуть, чабош, а свет эфире вала алатик. И эльч царь хубо хан, короче, а хабар алцуити, и короче, топитой, вон надо не гули, вот. Ой, удар диес нормально. Короче, царь ичел пич кладёшь, свободу бадиес, да, царская. Дело, سو حاجة وقتها بيازي نسوي أصحاب سبوت هندو شو بعد يلا يلخشوا داس والله سون كوردي نخو قداس يلخشوا خان يسوق والله تساويش داس كده سام يدوشوا يلا شا عشرة متر جات شيء نوكش لا تدوق تسام قاتشن لا حايس يلا وصلت بيت إيتيو داس سن أبي أخريولش
الله ديلورا وصدات أوصل دوق ديسوني ديل دا الله غوش دوق داق انتو هايلو شاش دور غودي دوشل داق دور داسو جولس باشنا كروشي داق دا زاون شاش موسوما كيتش موسوما دينوفتا تاين موسوم دي دوشاجا ديغدو دلا لوكاس دا سريزو لوكاس نورمال دا باشنا ديل دا ميتش عينا يلا عينا بسلان تيح دلا حلق دلا شي دايمك شي تول دوقم دات وي نوخش كيس دوقش شيت اتيت اوش ديل دالوخ ديل دالوخ والله لو بس لا تن اوبر دو اسنا اس مسيتوس ديتسا ديسنا اونن تخز خدو كويت شرع ويت ايرا ده كازاخستانير ويت ادح كينش خينا وي بوكودو وي ديش ديش ادح كينش خينا اس بلاتفورم وحبيش وحيوكش بلش لات اوبلش بوش كلاوش دوتش خيل سلوتشي I očhena taqiyach qiyatam boch kigiche do qiyatam boch ara ta'ina ga shi dayma wal ta'ina qiyatar wat tsumna shi دانيس بو shi dayla خاص واسع وي تعم ديدو وي هو تو ها هنز بشلا مترخ قانگو تريو اسكلوچي наушник разыгратили وي короче самый мощный самый чё комментарий алчуна фирменный немецкий наушник шайтырык да ста проблемы так что это езва цакс нагах короче и вариант езва он хазгел комментарий он хазгел комментарий тун подарок еш или вот сам диду بسم الله да скажу он хазгел комментарий на ахар журю течение короче войцун 20 евро что это до короче шотте башхойцун ишти вишти или 30 до это та проблема 30 евро что это до башламен хазгел комментарий Шурез дала, короче. Башла, выбирай комментарий. Касаться дашка, ли еще шурез, касаться дашка. Да, ногчик ома касаться даш, да, алмула. Бисмилlah, короче, وي перечислительно. Башлам с حدائق دوشون, да, das перечислительно башлам. Башлам شو حدائق دوشون приз яхан, и приз юкой. Нормально, из-за нормально. И всех их ждут, башлам. Дерес. آمين مثلا تصديق دوشون ويا مسوقية مخلطة ويداش تقدام راح دحرة نيت وش ديكنيج الله دال دو عدي دوي شول دق وي قومن دو عدي دو سدو سو شول نقشو يلقرا وات سو ي هون دق شوات شون هون أشسون هق شوحة سيوجش كرا جرمانير أسترير فرنسير نرويجير يوروبير كازاخستانير مس متر بول نقشش أو خير بانكي سير تسار شامل الإنفورماتيا حياتنا بس обработать, проверить, да что классно. Вы команду отдаешь, что вы садю отдаешь, что дать, сон я садю ахи просто единственное самое, цац больше, аллер, и он именно башлам, алла каналы название, он тильна. Но самое довежри. Во-первых, сайт эю альтильня цари, башлам ночи дуаш до и и хуш ширц эю и цундер алдо и 3 девятки алла и цана нот садоша. Сободик дичь, какие названия, хажиса, но в любом случае, если тажим затронуть модения, я дубликат, школарцун, я цадош, дош, ситуация дистор, цундер иш ситуацию и вой цамуа. Салам маршал ду бислани, ал иш данатя, тин Русланбек, дерес. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах рез, Аллах сабр. Цундер вой дейл дуах, вой оман дуах, вой нюк абарт бош, қицаят қамца бош. وي دوزل وي قام ديبا ديبش وي ما قي بولشو خزلوش الله نيت ثاني وي قومن ده اشدال وعدد نيت وي просто وي عاوشو وي كهلك سديت وي بيتان يقيت ام يقيت سقاشت اي وي عاوشو да الله он дальше это хватит каждые 10 20 50 лет على любой чучингочку кусья давай телат оли وي عيغدن وي وامش باشا ايش دياخو شيء ديك كوكا كولا موش دير دو شوت املا بوش وي خلكوش не надо كوكا كولكش على الاكل كوكا كولكش اي ده شو بس ديل ده عبير دير حقوقهم والله دو زوجات يا سامي دو اي قريات اس ويا تاع شنو شو ديك يجيبت يا سعودي عديش دي عشان سوق وي مفتيات ابواب باش تعوشوا ايش تاثيري كونفليكت شيء سين انتريست يوديره
as politologi işte tat kurs şak ya hol as hat niyetsin lela baktık derya al doch bitan do leş beş busul bu diya beş siya beş bu işte tam mat bu meger bu al khiyaton ve nohçi qoman al şena tosag el dola sammi nis el do deşne suna dçu dijin deşne ştuş sen ba sahih al do şu din tane as iboş da çunu so din dol visya so el sega мысль мудрость nohçi mudrost وي نوتشي قامت أنت ما تصدق مجردو خايش بوسو الدين دح إلرتسوسي ما تمجردوش إمام مهدي دنيا أنت أول وامسو قيق بويت أردول مجردو الحمد drugi لله. slučaj hani pitanje uqida li amerikanč li yalboel iqiyacha li yalboel pitanje uqida la nohçi am xalq dayti shoshtat ve işte du الحمد ezik لله. sonde والله إذا باشا إخان تقاتشلسا وي دي بديرز دي شديش وي موكلر بيش هرش إلا وي دادق شاني سول ديكم دات ميرتو باشا завершена совесть خليفة ديلا يقولوشي Германия دول حالدات ونوخشي يقولوشي دول حال من وونيك مديسا سراز با وونيك ها ونيك تاما داس دول حال ديسه شو صبر ديلاني ديلا عندي والله انا سو يو اوتيلي بيتون داير خانيال دير بارسن تحنا هو ده خيجنا عشنا خول كروتشي ديل دا دوهم والله حتى يق قحتر مدوي كانسل دويتش ولا حق داس كيتا خبر ديت خايا هون اللي سبرينز دويتش ولا حق دو كيتا واحد خنشنا وسط وغناطي كوليجش اوب سادات خيجنا عشان عربو خليل اذا عارج قومنا خليل من الخليل والله بالله اوه ما شاء الله شيشان وهنا هذنك سيري اش إدنا ات ريزلتاتنا او إدنا دغهتن شو يهودو ها دواي قعطه قيتا سيستم مو تخا حجردو احي بوبي بوتيكم دات قيتا سوال شو قيتا سم ايش توري انت دوخ داس نوفشي قام دوخ برش نهين بات شو الحمد لله ما شاء الله عاد يرزينا داس ديك دار والله اس اتسمنا لات уже alla väljer att där det är då sånt så att alla så i tematiki så vart att تعمل دوسا وين غودك هدوسون نوقدك قيهم داتا عيغن تلنا قو ازر اخ ازره نوقشق ان خلق لتيغا تانديف دوش تانتين داي خربر اش اتورن خدق دي بدي ابوي قومن بيدان بوشا داخر دروي معير داي تعارى شوي نوقشق ام إيال أدرسون خو إزر أخ إزر كأنت إز دقهم دوي تغنى تيجر بيلش حيلوش صون خائي مثلا نوش شو عجوشتو دال عاوش دوال نوخشي قامل إشت دناتيتن إلياسو إلياس دال آمن إدوي تغنى تيجر تلما إراكير تيجان حال ديسي نوخشي بيش دبوخشا دقي أحسنش شو قليل وشيلانس مخ دالوس ترالوس قحويكش دوخشتو إز خلهم دو إله شو خلهم دو هم يوتشل همشا ويشانت إحا وي زودري يجري بليش وي كنتي بليش عيغابين تلابين تعبين هلك بين بول إنو دو إدو سنو ديك ديكي غوي политик малитик أس إتسيوز просто سونا قوم حلن ثاني ديك باخس صح ولا حالي دي بدو يزل بوش شي مخكن شي قومن بيدان بوش إيش خلش ديك داري دين باشتي يورتو قويزر أخ إزر جيم يورتو السوندر إنه да وعيادة тишьят ويا моду вот сейчас ты смотришь любой мы уже как бы закончили но я хочу вернуться к своей стезе истории когда я смотрю Кавказской войне касаемо Кавказской войны во времена имама Шамиля, куда бы ты ни посмотрел, огромные, просто огромные человеческие жертвы были у нашего народа. Чеченцы. Чеченцев. Огромные, то есть половина населения, больше половины населения погибло в этой войне. И сегодня некоторые упыри и ублюдки пытаются осуждать тех, кто
пытался привести к миру и стабильности наш народ. Соус твердовой уже на грани. Они не могут дальше продолжить род 70, 80, 90 шока чултя КГБ, что именно поколение возрасте халату. И самил ситуация, не сельче, ты понимаешь, что наш народ просто-напросто в многих случаях просто на убой. Под разными названиями, под разными именами халак бяшку. И я понимаю, что да, если есть вопросы с шейх Мансур, имам Мансур, имам Кавказову, у меня к нему, в принципе, нету ничего. И я считаю, что именно Шамиль, какие бы минусы, плюсы не были, я вот читаю его мемуары, все, что они говорят, в основном имам Шамиль ни одного плохого слова почти не говорит про чеченский народ. Весь народ. Да. Нигде, ни в одном месте он не говорит о том, что меня оставили, предали, вот они нигде он не говорит. Он прекрасно понимал, что они отдали огромную цену в этой Кавказской войне. Поэтому... Башлам, самое дос, у меня свое мнение. Я не говорю, я не отрицаю, и я всегда на своем был. Я видел, как дагестанцы, аварцы оскорбляют чеченцев, я это видел. Я видел своими глазами, и как оскорбляют наших воинов. И я не буду отрицать, извини меня, пожалуйста, у тебя свое мнение, своя голова, у всех каждого. Я и сейчас сказал, имам Шамиль предал чеченский народ. И не отрицаю. Это не мой кумир. Нет, это твое мнение, Это мое мнение. И у них есть свое мнение, это о нашей истории. И у нас есть, у каждого свое мнение о их истории. Да? И не будем трогать ихнего имама Шамиля, почему? Потому что мы его не чуть ли возвысили в Чечне, это сделали имамом Чечни и Кавказа, полностью имам Чечни и Кавказа, если боялись все это в те времена, почему это, короче, у меня нет своего мнения, почему они могут сказать, я не могу сказать, я это слышал, Баштам, и эту тему тоже тебе надо поднимать. Слышал, конечно. Тебе надо эту тему тоже поднимать, и чтобы они до дагестанских братьев дошло, чтобы они тоже прекращали, чтобы вот не было такое, да, чтобы между нами тоже не было войны. И у них получается, и полезли еще. Где нету у них истории, у них нету нигде истории, пускай мне человек заходит и доказывает, откуда он произошел. А я ему один вопрос задаю. Тут сидят много, это норницев. Я вам один вопрос задаю. Вы говорите, они говорят, что они... что это их язык мы использовали, я лично слышал, что это мы своровали их историю, что это мы ничуть ли унесли их, фалосы, и они утверждают, что мы произошли от них. Я в шоке, почему? Потому что их посчитать на пальце, нас, например, мы знаем, кто забрал наши земли слева, справа, не отрицаем. Право и слева тоже. Придет время, и оттуда от Дагестана возьмем земли наши. Не возьмем войной, а по шариату. Любой человек, любому алиму задай вопрос, кто живет на чужой земле, он если молится, Аллах принимает или нет? Нет, не принимает. Так зачем так называемому норницу, зачем эта земля нужна? Он же мусульманин, он же себя называет мусульманином. Зачем ему жить на чужой земле, если его мольба не принимается Аллахом? Это суал, вот мне обидно, что творится у нас дома. Я молчал. Я у них выходил эфиры, делал марги батак, ты видел башлан, что нандиач, уши, делал дюрдина, حينان هنالك حدين هنالك представить да марги доштина Аллах да аташ бежри ويو عبرت خلبيش ويت عبجري دو كروتشي ويبصوا بدقيهم да صعبوش يا خبر دش لاش ني وداشول
чунан туор, да, пристай, до да, мел бюх дуинштер, хан дадвич. Башлам, ты даже просто вот столько не видел, это месяц Рамадан, это тебе надо было это показать. Тебе надо было это показать. Как-то от этих вещей пытаюсь абстрагировать. А так, что информация, мой директ, что он дина, да. Хорошо, Баас, хорошо, если вы войнахи, Баас, хажла бешлан. Если вы войнахи, хорошо, Баас. Если вы такие-то, хорошо. А почему тогда у нас два языка, Баас? Это два языка откуда? Откуда появился ваш язык? Вы украли, Бог. Орстхойц, связи вел. Хубо хаям, шу ногчи, короче. Полукрок, шу хаяхкин, шелатнаш хадях, шенчу самодеян, короче. Вахиж нашуба. Босс, ты представь себе, босс, ты даже не знаешь свою историю, босс, падла, босс. Ты не знаешь чуть-чуть даже свою историю, ты начал такие вещи говорить. И ногчи мот цахацу. Ногчи мот бицаться хацун, и галры мот бицаться хацун. И я ему говорю, галры мот цаха, босс, ногчи мот цаха, босс. Хавен свиг, ногчи чу, ногчи. Хайгер латнаш, хада хабош. Босс, докажи мне, Эльч. Я его 3 дня мы с ним ругались. 3 дня, и на 3-й день я ему доказал, кто он есть. Клянусь Аллахом, он подтвердил. Бог, уша ногчи уэт. Валлахи ты молодец, ясен. Валлахи ногчи уатша, ногчи убошел. Со уатс бош. Представь, я сам доказываю, что ногчи уэт. Да, вот думки нравятся. Сейчас ногчи уат, Саши случаи, особенно по уху. Тайпа мило адиса, дитин, чат, доказывает душа, ногчи, да. Тайпа мило аж. Самоша кушло уба, укобоша зантло уба. Так, какая история хавала? Что это юхул кайкуря история? Куршлер дайзк юч хазиан. Что история эбиез, да. А что-то пропало, у него тоже история пропадает. Это, то Шенен хошел гуна шендина какие истории? Пожалуйста, об этом поговори чуть-чуть. Каякай, пожалуйста, подними историю эту. Я тебя прошу, ради Аллаха. Сотейпан алуру. Это гансол чирусо. Все равно куршлому вазит, Степан. Это куршло вазит. Вот просто я его историю наслышался. Это и нигде не упоминается его история. Но если это просто, знаешь, какая проблема? У нас есть история, очень много моментов, подтверждающий фактор и полевой материал, и первый, и хезос, так и зафиксировать вину отца, и просто дийцер хули. А дийцера без подтверждающего за эдукой, хадиш моду достоверность подтверждать. И цахильче, а цахун язма, и не обязательно цапуху веруна, хочу на цаош, вош. Так, что напитано худер, если я пытаюсь все-таки информация, хакачи, все дук ее разный тайп нашаляться информации. Но если я подтверждение не нахожу, я не могу этого говорить. Из-за особенностей том беслан. Все, если ойшему дуйчта хари, это бы закончилось 2 грехами. Если я сижу и записываю, и после меня еще смотрят в Ютубе, смотрят в Инстаграме десятки, сотни тысяч, ойшему бехтин был пютча, сотни тысяч эцуал кынвашвик дал халаж вахту цундера и талам бабьез эцуман талам бир хажа хаж и багдала хадис дези а любой вай дагде андал хума халодуи вай я дукчо дуктурнеш дуай хунда че но бислан хақият хадис асвай мата эду и нохчи мата эдус хаван горан да яквар бах это шелта tu ahlam yuqul shinde qibaq irba nas mundu ytsadu isandal hum на из сказки что уже добавляют هين допустим масла лямнишка ой шуйта ха толкшкарина и толкшиш хо бюрсанду шнистелаш اول وقت هيك واخينا هون عندنا هوكن خواش دوي ووكن خواش دوي اول ولا ووكن نط ايهم شتيتش из жанардич احمديات شو مداي دوغا خواش تو بورسا او воз هون عندنا وزو السوبخ مرات волчи и ковчег юэлчиги свой лично вагаван хажахаз я не подтвердил это, но и не отрицал это. Да, формы похожи, меттигач охаз не селью, много вопросов,
они копают там 20, Германия, цебяхки, ногчи бежишь, дартики бон, Соланчка, она 26-29 метров, булбан, еришь уже, но из дать но в отличие от тех людей, с маратик уважением, унду маратик, теориях, ты получал. Обычно нах мудо, пича был, ты пантишь, пусть адитом. То есть, обязательно был, пича будет, дабалы. Если дючь дочуна, хохо, тешвала, давана и доказать давает. И маратта, кажется, лучше еще больше теории, вот и больше, все, кечак, дючь, лиршу. Это, вот за это у меня уважение. И пич была нахан рано или поздно хорду, и бок вала хорду, и харц вала хорду. А сундер, я бок уцо, харц уцо, за энтузиазм ему 5 с плюсом, то, что он пытается доказать, у него свое мнение по этому поводу. Аллах дэр вачун саха, и нох поймаре, хвардки, мич вахэ. Да, гурдат, Аллах она гурдат, и это пока. И сундер, да, муфтия терчар, бяхкин чара, хауса хаусин. Терметикш будет обжейно, хубоха, цацил, с религиозной точки зрения, теорию тебя, гипотезу тебя. Но это все нужно подтвердить. Сонда раз психология яша, а с Богу исторический материал духовочу, это на лестница, на лестница. Я закончил исторический факультет, есть одно простое правило. Если ты не можешь ссылаться на конкретного человека, то, что ты говоришь, ты должен подтвердить другими способами, доказать. Или археологическими это будет, или какими-то другими историческими, ссылаться на другого историка, которого точно так же эта гипотеза или версия историческая, она была основана, не основана. То есть то, что я говорю в 21 веке, должен упоминать в 17-16 веке какой-нибудь историк, картограф, археолог. Доказательный. Базихали. А просто так, вахи, ой, дракон, шхалери, дабан, шхалери, бартов. Мы доказали, что между речи Терека и Сулака до самого Каспийского моря проживали ногчи. Вне всяких сомнений. Мы доказали, что они с первого, то есть мы, ссылаясь на тех же греческих источников, что между речи Терека и Сулака, там, где проживали ауховцы, этот регион Аух был не таким маленький, который, как сейчас. Ауховцы были на большей территории. Сонжинский залив. На левой стороне Сулака, по левой стороне Сулака до самого Каспийского моря жили в то время, проживали ауховцы, аухай. Они рыбачили, об этом есть и Чеченский пролив есть, и остров Чечен есть. То есть вот эти доказательные базы, когда есть не одна ссылка, 2, 3, 4, 5 ссылок, и ты можешь уже подвести к этому, это уже гипотеза, теория, которая подтверждается. Если мы чисто только от себя говорим, то в этом случае, конечно же, нужно говорить, если Беслану Хадович Маслаба скушал от Беслану Дуси, я должен написать, Беслан Германия по улице, там, Адольфа, проживающий по этой улице, сказал вот эти слова и подтвердить это. Вот в этом плане это становится уже полевым материалом. Почему уже, насколько это достоверно, откуда Беслан узнал, уже люди будут изучать, если он от себя сказал. Поэтому просто так, у меня есть книга, вот, допустим, вот есть книга. А вот здесь 10 профессоров, в основном 8 из них грузинские происхождения. И когда мне говорят, что кисты, дзурзук и ненокчи, и потас и бича, сразу ермадай, нокчи, шегердуч. Я открываю эту книгу, страницу, называю, кто рецензент. Рецензент – это человек, авторитетнейший человек, который ознакомился с этим историческим материалом и говорит, это правда или это неправда. Понимаешь? И чем меньше рецензентов, чем Маслабасом, если мало рецензентов и ненадежные рецензенты, такие как Красный Горшок или Хапизовщина какая-нибудь, нордийского происхождения и так далее, люди, конечно, скажут, давай, но если с мировым именем и знаменитые, очень хорошие профессора, академики написали, ссылаться и не поддерживать это я не могу. Хотя, допустим, по тому же названию я могу взять другую книгу, которую написал чеченский историк Хасан Бакаев. Я опять же смотрю, ссылаюсь, откуда Хасан Бакаев берет. Хасан Бакаев ссылается на армянскую географию 7 века, ссылается на грузинские источники, ссылается на Мара, на Яковлева, на многих других он ссылается. То есть здесь нету такого, я Хасан Бакаев, я сказал, все так и есть, хоть трава не расти. Такого нету, понимаешь? Поэтому Хасан
крайне редко отвечает на оскорбление свой адрес, претензии свой адрес, но говорит только по факту. Зачем ему? Когда я видел один из эфиров, мне прислали, когда его оклеветали во лжи, якобы в этой книге этого нету, он сделал очень все просто. Он открыл книгу, показал страницу, зачитал и сказал, вот книга такого-то года на этой странице. Все. Значит, все, что те люди наговаривали на него, царь Кучбешпеха. Когда говорили, что там ногти шаляться, немецкий ученый, Германия, Лейпцига, Ашвайна, ой, вот штука, подписан, ой, инса, да не юцунце. Аллахи, почти это было под Рождество, в Германии праздники, ковид, и кинчик цекерваша, цуа Дрездене, уайтинаси, цауоч меткцевен. Он нашел эту книгу. И самое интересное, почти что 2 месяца мы искали по этой книге этот материал, где оклеветали чеченский народ и там сочинили про него сказки. Нашли эту книгу, открыли, и там было указано, что это было написано, это издание, год этой библиотеки мы зашли. То это было написано 486 страница Эльдар тебя. Было ссылки, слушалась, кинчка. Он открыл эту книгу, мы начали искать. На этой книге всего 346 страниц. Чтобы было понятно. То есть, Исан был притча на Хангучбол. Рано или поздно. Исан был умнаха доказательный, база основ хлиез и Бог дарса. Делда, не сима бо. Я с книгами, с новой книгами, с акача, мосто книга, вау, дармаю, придется всех онлайн, вещи связи, со ваху, со, короче, нырнич, мы будем доказывать, что они кентавры, великие, короче, воины, которые прыгали впереди, короче, своих воинов, вы доказывать им иду, книга, Германия, есть книга, хорошо, хожу. Самая проблема, что да, диавирон, любой книга, любой шумон, да, скажи, эльча, да, так, мне удобно. Проблема, я صدق باشم. والله حكورت بو در خاص باشه بحث ما دو بالا ili تجیم بق بالا لا قطع ادم شو رزنه دو الله нас создал قطع каждый по своей красоте. كوارت بالاري за كله ويش عشكر كوارت Talvez de la quarta vez é quando conversa desse faz, não é? Mesmo. Quarto vez. Fazemos a образование. А так Ногти Германии. Хотя я за что да was добавить его самое что ведущий Замбено, война Восточка уже да Замбено, аж ماشي جسيمه كاس واو اسن كروتشي شندا ولا ويلدس مش عاد جايتين شا وعات ولا شيء تاع واش كل عجل سمي له عيله ولا جدات صدى ديل دا عيله جاينا بارخ سودات باشنا الله ريز غلون الله سي دويلها عادش في بوق دوق ولقدو دات مال دوتشان طبعا دي احكي شبوشانا عقويتش تونا كيتوش بونش история عقويتش دق كويتش داتح ندخلهم مش حالات سويق حش мне это очень нравится, короче, я смотрю, и много, короче, да, история, выиграл халяхайна, и он садухеш, والله, дух долом, выиграл хаят саду, так, поддержу, молодой человек, поддержу, тиру, иншаллах, туна, хула ара, представитель халвез, молодой человек, гимн ночи, чагом, ати, что-то, тун лар, короче, Масара Бартли, например, молодежь тоже имеет, короче, голос. Мы хотели бы там молодежь, представитель, короче, хилит, например, сун, да, сабрни, башна, не со, хажал там башна, ара, вахн там дажо чена, хасо историк варал, это так не пойдет. Я представитель это чеченского молодежи, да, халгава, ла дауд, что колвешу. Мы будем писать, короче, во все инстанции. Я, например, буду писать, чтобы у нас молодежи был кто-то, который бы ажал вахи сюри каждый сюри даху шо тага хабарди сарам духкум диескон делда да вахи адат это уже со вахи алуш вас 30 минут а худи цу короче делда вот так свою валерчу познавательные духи познавательные беседы ты ведешь, короче нам это нравится.
هو شعبه كانت دخو بوشاري دا التي عضو دون например كانت الله دا الله شو لاقي كروتشي باشنا представитель خذ توني хочет нет то хочет да просто وهي sound я сразу добавить sound. Я такие вещи немножко, как говорится, придерживаю. Да, началось, короче, башлан. Году шмон, интер валла. وهي sound خلديز وهي главное وهي عاشو كيجر خواشي قيشيرة هوليز كيجر خوаш حالبولا министр кбешбу идать. وهي этой войне, информационной войне, мы должны проиграть. И самое главное, информационная война заключается от поддержки молодых людей. То есть мы должны быть вооружены, мы должны знать свою историю, мы должны знать свою культуру, свои традиции, свою географию. А у нас очень быстро молодежь беслан. И мы, как говорится, слишком быстро могут использовать наш народ. Цундера, давайте сделаем так. Мы для начала выиграем ту войну, которая сегодня идет в интернет-пространстве. Чтобы о нас плохо говорили меньше, чтобы о нас говорили в хорошем ключе, и чтобы я мог загружать каждый день по 10-20 роликов, где о нашем народе говорят с лучшей стороны. Ой, дука минус беслан. Ой, астишан цаха этарх, ой, цаарх, ой, дука минус, ой, дука но дошло дука моментче, ой, нисе ешметчу, ой, политики атючек, ой, историю. Истории цани, ой, ющек худу. Истории цани, ой, на факты, и еще раз факты. Он дальше, ой, чубов кигирхуа, дела башлан багдик, ала, ше цахун дар хаттар дар ше, хартайп нахлят строк, ишну мабах. Да хажик цен ногчи тайпту, да хаза вукас, востока цен ногчи тайпту, запада. Я просто шокирован. Азамат, дышни, возе. Азамат после как раз таки дискуссии с Абадиевым в Сочи не хошел. Это первое время, он еще в то время Инстаграме не вел ничего, чукает не раз. Шлахен, Азамат, и хаттар штяж. И когда начали Азамату, а он у него направление немножко чуть уже, непосредственно он занимается тейповыми этнологией, этнографией, и он сидит, он хотел отвечать на какие-то исторические моменты, он начинает говорить, хадис азамат, и он обиделся, он эфир закончился. Я ему сразу сказал, я не хочу, что Абадеев схилок один на один хилдок, амял дит сунцаля, то давай просто проведем дебаты исторические. И мне, честно сказать, он говорит, у нас молодежь хорошая, храбрая, воины растут, некоторые очень образованные, сильно образованные есть, вплоть начиная от Японии, заканчивая Америкой, учатся в высших, заканчивают сильные университеты. Но такие вопросы касательно своей родной истории, что молодые она базу. Ахватар, вот это ночь тейп, тут дали ума дать, он хват, дер хват, саху дер. Да. Поэтому в этой ситуации мы должны поколение, молодое поколение, больше всего не в обиду нашему старшему поколению, Соинца уже среднего возраста, хоть не 40 еще, но среднего возраста. И все равно... С моей бородой молодой, несмотря на это, ты понимаешь, когда заходишь в наши эфиры, и мы начинаем общаться, ты понимаешь, видишь в эфирах Сунцацию, Хазбеку, Милу, Мазбеку, и это Шамиль, Кыбеш, ты заходишь, я просто-напросто, мне скрины прислали и задают люди вопрос, Ажам Башлан, 1000, 2000 человек, 3000 человек в прямом эфире у них сидят. И там не обсуждается ничего полезного. Цахум я омахляц, я вилкаляц, я адатагляц, я латтагляц.
цахум война пойден дольше, хопка ма артасилла цундат, и там люди сидят, бьют, они забрж, حولي سولي هر يجي وجه يجي هوني هذا خزي номер лички чел директ чел ока гине проспекта гине ара гине люди тысячами сидят, а это потерянная молодежь. Почему потеряна? Дело не в том, что они не из политикой, аж политики. Нет, дело не в политике. Это завтра наше будущее. И если самого молодого ще кеги больше дуинда, ще махкан, ще юртан, ще кваштан, ще тейпан, бара цахила. Завтра они вырастут, поколение космополитов будет. Космополит, это люди, которые могут приехать в любой уголок мира, сесть, сказать, сон троху ду цигаху адала, шейна синц эрах ягил и ногчичу, сон по кайфу ду $1 миллион ду сахахчу, ягуарью, са двухэтажный дом ду. Вот это поколение. Вы думаете, это касается только национального вопроса? Нет. Это также в первую очередь касается и религиозного. Почему? Потому что дауган, сажим дамахяцня, то не это сон. Само суртайтен, дочка главного муллы Талибана Аль-Хаятин, она учится в Швейцарии. Это сурту хадахну, вайчан сихмалой расоли анализы. Там закрашиваются салоны по красоты бахсар. А этого, собственно, дочь учится в Швейцарии и носит разницы. Я хочу лило шубахсу. Поэтому именно те, которые живут в Швейцарии, в Америке, те люди, которые чувствуют, что за спиной ноги, я тебе даю голову на отсечение, 10 тысяч так дохватва, такое, что сказал ты, скажут, да, аль-Хулитили 9900, если скажут 1000 человек, альхамдулилlah, аль-Магаду. Но сегодня, к сожалению, мы этого не увидим. Почему? Потому что люди стали материалистами, люди стали очень воемдукбати космополич, но воебу и космополич. Тауган ша, цадига марьери вожери бош, а и болтать яша, но да хакис вала вала, елма елна وان تا ان لا تقول رو تساوي ان ولا رو وصلنا تندا ديكستغور تنديوس ديكستغور اتيور تربو ديك نابو ولا حاول حد دق لي شادو يبصوا احاسيس دي بصوا الدنيا احاسيس دي نوتشي قومن سانش دو زوكرش دو اورمير شار حابكن ديلا ما ديكستغور بوش تويشل داش داولر ما ديرو عقدنا عمل بيوخم يلا ديل фон дер мабахас. Поэтому в этом плане мы должны понимать, что если мы не будем воспитывать поколение, по крайней мере, я не говорю, со вас идеально, валлахи цабасу, нису масумантя, цабасу, но по крайней мере, цажим чуардина, нис чунте дахуату, хаз чунте дахуату вай хауси, у нас не будет поколения, которые будут просто материалистами, которые готовы будут за деньги продать родину, за деньги начать войну, за деньги сделать все, что угодно. Этого нельзя допускать. Сегодня я читал исторический материал касаемо Казахстана. Во время депортации они рассказывают о многих чеченцах, которые сидели в тюрьме. И это рассказывает русский тоже диссидент, которого посадили. И он рассказывает об этом. Цигах в Казахстане, оборыш несправедливо отнеслись, короче, ногчи бьючуй. Ногчи бьючуй, из чубахки, ногчи бьючуй, чеченцы. Цуюкам, милла валеиз. Сидели бахцо, это такие люди, он объясняет, говорит, они не стукачили, они не продавали, а если и появлялся среди этих людей человек, то он быстро исчезал бахца. Это самое сложное время для нашего народа. Да. И этот человек, который является диссидентом евреев, газского, он вот эту черту характера нашего народа вынес, и эти наши предки оставили о себе хорошее мнение. И если мы вот эти черты характера, ногчик омах, ляц далее из-за, или же, как говорится, гылхс далее, адач далее, хуа далее из-за, и сандал хум шавай поддерживать свой кигер хвашен далуш,
ويجريشن دالوش сахулей. Мы просто-напросто превратимся в кучку маргиналов, которые, да, и мне эти люди пишут, некоторые из них мне пишут и говорят до сих пор, ну, подумаешь, бусул ключане. Да, бусул ключане, конечно, бусул ключане. Бусул, Аллаха, представь себе. 1,5 миллиарда в мире, 1,5 миллиарда мусульман в мире. И ни одно государство не является сверхдержавой. Мусульманской баланс. Одно единственное государство, еле-еле, душа в теле, Пакистан, ядерное оружие. Когда больше мусульман знает, сам я, лет-малетня на сторону врага переходит, туда-сюда переходит. Общество. МММ 1926. ТЭП это общество. Общество можно называть, и в любом случае это синоним. Поэтому такие вот вещи мы должны, когда мы затрагиваем исторические моменты, это нужно понимать. Это нужно нашу вайгулам бой шварба без. Чем больше людей будут слушать, чем больше будут раскидывать и объяснять это, может быть, у нас все меньше и меньше будет людей, которые показывают на негативную сторону. У нас очень плохая... Очень большую, извини, я тебе объясню, ты ошибку делаешь в интернете очень большую. Ты должен сидеть в Ютубе. Ты должен Ютуб, короче, прямой эфир вести. Ты не должен Инстаграм тут вести прямой эфир, пожалуйста. Если ведешь, тоже не забывай, короче, по-русски иногда говорить тоже, да, люди хотят очень узнать. Başlam, tam halma gelsin, tam delda, Allah da intervalsun, dits modalitlarını yok efira, dits. Сырноводская, палаточный лагерь, тогда Украина. Я сегодня yok efira, Сырноводская, палаточный лагерь, машин шайоги, али иханият, асон таки айч, асон дюйца дара. ولنز دين سوديت الورشتك كروتش تعليل دلهمش إيش يزيو إفيرال عدو يسودو الله نية توسا كروتش تعرف سنتي أختو أو شو تلاتير بيجن شخليت نير بوشتات سو تلاتير إكش تعرف بيش ليش بول نابوي نيشي كاسكي بوش أو تعرف غالغي ماكا داس فور بوخ إشتنا سو إكش تلاتير سو تعمل سيلش تلاتير تغن ولنز دين الله سوديت الموضوع قال يعرش قطول سخرس لا احكي بوي نوخشي بو اش دم بم بس احكي اول سير خوند اول سوتاش ويسن نوخشي بو چه نوخشي موت بيش ويسن دا تعرازي تايوش تعر دلات باشنام سوسيرش ثلاثه داغستان سجمول чена إذا مهم خارزم ألاس شو دوق да شيخ бола язёш род аль язёш. Еще раз повторю, когда говорят, никакой разницы нету, род, общество. Род это может быть одна фамилия. Тейп это не только одна твоя фамилия. Это много-много близко родственных фамилий. Поэтому, когда говорят Эрлоевское общество, Акинское общество, подразумевается тейп, и род это разница, синоним. Вы нашли сейчас что обсуждать, хотя это фактически одно в одно. Да. А вот союз тейпов, это уже чуть-чуть другая ситуация. Была, я за что. Союз тейпов, Wi-Fi, Берег, Бугайо, звездочки штук, если вы хотите знать. Союз тейпов. Ладу шумак, башла. Да я желаю чуматься, эфир. Ватсон, я еще просто других приму, остальные тоже сейчас. Башла, телефон, да, телефон, я их шур, да, ёхел, да, просто. Кудуха атсон телефон хитсу ханте хатчу бётсон, валлахи, короче. Телефон из Германии, проблемы яс, делду яс, просто интернет чуа запомнить, а телефон хакет хайох, что да, проблемы. Валлахи, яс, он бихам бирму по телефону, делду харит, яккар курсу. Ёхел, просто каралат лошадь, телефон, удуха атсон, зарядки. Когда я говорю, что у меня износ, вот представляешь, хахинс, цауз эфире, А сайчу мел износ халиез алхиятон. Дел да, дел дир, что действительно. Ёхел, зарядки аж телефон, когда их калмет чбух, он YouTube чагин просто. Куерш ашуса, да, дар их кара. Все. Ладванси, башла.
ديل دا انت الوالسونا الله دعاء الله سي دويلها الله ريز غليونا عبيري بوق بو وسيدش افيري عودال مولاحا ونوخشي беженцы, лагеря, годилен баца, те машины шхатвят, цадин дал камень, что юсердовой, короче, это уже хватит уже, надо все рассказывать, все говорить, все высказывать, надо правду говорить. Ты терпишь, она тебя как делает, я думаю, да, скетя, идешь, да, скетя. Аста, кафана, саатина, баштан, дить подали там, что и, хайхас комментарий, лари ворка, давай, со связи. السلام عليكم. وعليكم السلام. Ночью Турпол. Задать дальше вопросы, задавайте обратно. Я просто-напросто многие вещи башлам. Есть в нашем народе тейп ахки, знаю, есть тейп ахки, есть у нас лам ахки, поэтому лам ахки ол это тейп, который не входит в тухумы. Есть точно так же и тухум ахки, арар ахки ол цунав. Поэтому есть ахки тейп до нохчиши, цена коренной бусулба бош, нохчи бош. Просто без ничего, что задонатить и на дал сайыл донатта дал духу ахвал милла болды снега эзашка соуда акил. Вот и да, продолжаем. Дуду, ночи тайпдут эхкай. Тайпадут, тухумдут. Тухумюкай разные входят тайпы. Не все такие примерные, как в то время мы доехали до Слепцовска. Наше село бомбили. Одна ингушская семья полностью отдала свой дом с кадровой. Нет, мы еще раз, уважаемые мои друзья и подписчики, было очень много случаев, когда очень много приняли, отдавали дом, делились своей едой. Никто не отрицает, что этого было. Из-за ОНХ фактаж я сундера переживать мы. Акай тукумдат, схиладат, яхундат. Вала ламро пальца бючай, разталош. Элава, да, тукумдат, едой. Тхом не моится, хайтюш, элда моится. Ты уже со своими сказками уже немножко белины объелся. Дудер, ахкай, тухум, дудер. Духч огадош. Поэтому не надо говорить, что ну да, диц делиться, что и войн ха, телецашха, дикнейша нормально, наш сахила бог, да, сахила дер башлам. А вообще нужен ли нам этот термин тухум? Вообще, как думаешь? Я считаю, что не нужен. Но меня кто спрашивает? Мы много говорили об этом. Но убрать его очень сложно будет из-за этой исторической терминологии. Заменить его на аналог, мы говорили, вар, верс, вар, нохчи дашан. Или же на уральское димту, вот, как говорится, эта версия была такая. Но опять вар мы применяем. Верс, вар, гар, непе, олевой, что и твои подписчики, я не знаю, Горец 289, я вижу, по крайней мере, если я вижу, и они должны видеть. Тухум – это военно-политический союз. Сегодня он полностью изжил себя. Да, мы говорим об исторических процессах. Можно сказать. Нет, знаете, Тухум – это сейчас некий как муниципалитет, так скажем. Ваш муниципалитет, там могут быть разные тайпы, но живущие в одном районе. Вот. Компактно проживающие в одном районе.
Да, конечно. Тухум сейчас редко кто спрашивает. Ну, в историческом процессе оно использовалось. Убирать его из него, конечно, неправильно будет. Заменить на свое родное можно, если хотите. Опять же, тухум, слово есть тюркское, тухум есть слово арабское. Вот. Значение у них одно и то же. И нохчи хилар сила дусуна. Вот такой донат с такой вот мелодией прислал брат. Нохчи хилар сила дусуна. Дал дуква хуэл Аллах дал сидуэл Муса будешнак эзершка суда акыл. Мега гда. Шудолчак амхэ гдэ, тходолчам тайп доне, тухумду тайп дон. Башлам. Примерно когда появилось название Шато и село о Гейнер Хующу. Упоминание 14-15 века я слышал. Это вот то, что я слышал. Упоминание как шубуты, шубутяне. Вот. А сам Шатой тут нужно посмотреть. Поэтому надо смотреть, надо проверять. Если у вас Дальше. есть вопросы, напишите. Ибраим, если будут вопросы с Инстаграм, ты их выводи в эфир и показывай. Беслан не дал дослушать, он не знает, почему у меня нету Ютуба, наверное. Но, к сожалению, Беслан, Ютуба у меня нету по определенным причинам. И мои подписчики прекрасно знают, по каким причинам у меня нету Ютуба. Особенно брат Ибраим знает, который взял на себя вот эти некоторые проблемы и решил транслировать через свой YouTube канал. Не могу ответить сразу. Когда мы воевали против России в 94-м, 96-м, 99-м, 60-м, чеченцы чем занимались? Вопрос немножко не понял я. Я не видел, чтобы кто-то воевал за чеченцев. В основном 99% часами воевали за себя. С эхкой связи вок она отцу мои знакомые акинцы жестко доказывают, что они наичистейшие. Но они и есть наичистейшие ногчи. Тут ничего доказывать не нужно. Это вот по этому докладу, конечно, такому нарнейскому докладу, можно сказать. Ну, благо, посмотрим сейчас, что сделают Ахмад, Ваха, они по этому докладу тоже интересно, что они, какие моменты. Мы дошли до 70-й страницы. Завтра я постараюсь с вами поработать над докладом, если получится, честно сказать. Возможно, завтрашний эфир будет короче, поскольку сегодняшний становится чуть длиннее, чем я рассчитывал. Как говорится, да, у меня остались там последние страницы 10, но они уже не столько интересны, я уже под конец смотрю там моменты разжевывания, так сказать, своей байды, сказок. Ну, умозаключения есть там некоторые интересные. Кто осмелится о том, что это не ночи. Грозно, все нормально, самогатемуша. Это просто здесь есть один Лоамаро Алязин с флагом Алании, красный такой, желтым. Он говорит, что Акка не тайп, не тукум, что Акка это отдельный народ. То ли сарказм, то ли что, не знаю, но вот он это говорит, по крайней мере.
Да, кстати, мне как раз-таки позвонил один из братьев, и если я сегодня в эфире не скажу, это будет несправедливо. Я обещал ему, что скажу и объясню. Тем нарнийцам, которые очень сильно любят обсуждать внутренние отношения или внутреннее положение чеченского народа. Когда нам начинают рассказывать, что у нас много там сюлей, гюрджи, нагайцы и так далее и тому подобное. Башлам хабюстик юэл бяхк мобил, и я так зашла и начала комменты писать, она, ну, я это, алхамдулилlah, юэл бюстик дал духяхвел. Цажим самок шьюса, цажим тая лири юа интмар заложить тениш положению. Алхамдулилlah, дейл гаетам цани. Мог шмершем ю цачуна. Цадейл гаетам цани. Ашу дейресхил. Вот, и начинают говорить нам о том, что вот там якобы там унки, бусюли, бу и так далее и тому подобное о нашем народе. Еще раз повторю, для этих нарнийцев. Каждый чеченец знает, кто у них в каком селе живет, сюли, унки, норы. Мы знаем. Это граждане Чеченской Республики. Мы их не приобщаем к нохчи народу, имеется в виду нохчи буцаолуш. Они есть, и мы их не разбавляем, не ассимилируем. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Братик Муо. Поэтому нам рассказывать, что у нас есть новые сюли, не надо. Мы, в отличие от некоторых, их не делаем монолитом. Мы знаем, что у нас есть, кто есть, и где они проживают, знают, и сколько они живут, знают, когда они переехали, и когда они появились там, знают. Про каждое село, про каждый дом Нохчи все прекрасно знают. То, что вы воняете и пытаетесь там рассказать, еще раз я вам хочу, чтобы вы знали. У нас все чин-чин. Поэтому знаем по адресу, по данным, по всем материалам. Так, Башлам, как ты думаешь, в связи с чем навеяны эти зловонные ветра в последнее время в сторону чеченцев со всех сторон, клевещущих порочащих нахов? Нахов неправильный термин, нахи исправьте, нахчи, нахи не используйте, это нововведение, это доказано, ведь ранее такого не было. Могу объяснить, очень просто. Чечня начала восстанавливаться, Чечня начала строить, возрождать всю свою, как говорится, все, что есть, они не рассчитывали на это. Они рассчитывали, что всю жизнь земли, которые были каким-то образом прихвачены, взяты в аренду и все остальное с расчетом того, что в дальнейшем будет углубление внутрь республики и все им останется. Сейчас пришло обратный процесс. То есть нохчи начали устанавливаться, укрепляться и наводить порядок по территориям, по всем остальным моментам. И им это не нравится. Одним не нравится, что якобы мы должны были закрыть глаза и оставить им это. Другим не нравится, что они, грубо говоря, являются соседями, мусульманами и получившие пастбище для временного пользования. Они хотели бы их, чтобы они окончательно остались им, но эти договора уже расторгаются, пастбища не даются, альхамдулилlah, теперь и крупнорогатый скот, и мелкорогатый скот нохчи отгоняет туда, все меньше и меньше этих договоров, пускай нохчи на своей территории живут и работают, и это в дальнейшем, иншаллах, будет только укрепляться. Зависть и холодный расчет. Если бы нохчи промолчали в данной ситуации, когда были украдены эти земли в 2009 году, поверьте мне, многие вопросы бы даже не всплыли. Почему? Потому что мы всегда братья. Но сегодня оказалось, что вот вся эта гниль, ведь они говорят не за только 2018 год. Вы посмотрите, поднимаются вопросы, вы нас 90-е годы, вы нас тогда, 70-е годы вы ущемляли, понятно, Гейрбек в нашей земле. Ища мелдол, хума, шейнчу, держать я, до поры до времени, пока это все, определенный момент, когда мы сказали, не-не,
Вы отдельно, мы отдельно, мы не будем свои земли отдавать. Несмотря ни на что, в этот момент они выложили все. Те, кто выложил норнийцы. Понимаете? Если бы оставили им эти земли, они бы и дальше пели эту песню, как будто все хорошо, мы братья и все остальное. Но при нужный момент в любом случае использовали бы это. Поэтому сейчас важно, чтобы они выговорились, чтобы все ногчи знали, какого о них мнения, что они с самого начала, оказывается, подложили и делали. Какого они мнения об Эхке, какого они мнения об Орстве, об остальных, чтобы все знали. Вот. Ну, альхамдулиллах, это милость Всевышнего Аллаха, правду мы узнаем сегодня все больше и больше. Пошлам. Если кто-то сомневается, Эхка не ногчи, пусть мне в директ напишет. Маша, никто не сомневается, поверим, воинам хуш мадей. Альхамдулиллах, Хамуху, Ваша Абах, нагайцы живут отдельно. Дургал обладал техникой шотсанла. Так, Маша Аллах, Дую, и так дальше. Башлам, тейп, сюли, канду. Ну, почему-то некоторых людей, дал эту был, дал сидел, он пытается сулы, канду, и то сюлей, чтобы вы знали, это аварцы. Кто-то почему-то андийцев и дедойцев тоже по своей неграмотности называет сюли, но они не сюли. Дедо это дедо, анди это анди, и они не сюли. Сюли это только аварцы. Ну, мы как-то это считаем, что вот преобладающее население там, как говорится, мы должны всегда отличать, кто гунки, кто сюли, кто дидо, кто анди. Не должны допускать ни в коем случае там, монолитное название, это неправильно. Да, Башлам, хотят ли они или не хотят, но знаки будут стоять. Знаки будут, иншаллах. Они 3 раза поклялись, какое-то там по 100 рублей собрали. Не понял, кто собрал по 100 рублей, не знаю. Дуйба соцатиеш бах ассалам алейкум, алейкум салам, ассалам алейкум. Брат Кест Ховолчи Вави Шусо Дикрях Мавей Со Адика Далуш. Интересно, истории Иешу, что тему хлеется. Просто он сон декар сон декар вытешься, сон за декарваться. То, что обещали, я уже столько обещаний услышал, что я даже и забыл, что кто бы только не обещал. Башлам, помнишь, тут как-то спрашивали, как на чеченцам червленное. Верзгал там было. Да, Верзгал там написано было. Верно. Анди сюли бац, цахила бац. Анди ночиш чубош буй. Анди тейп. До. Но снова же, Анди тейп, это вот моя личная теория. Анди тейпей, Анди Ами. Есть разные версии. Элец, Анди Махка, Эйн была Ширхил до тейпниш цвейнаша, Андоя еще ночи бош, Анди бош. И ДНК их показывает то же самое, что и у нас. Насчет Анди это можно выяснить только при сдаче ДНК теста. И будет уже все ясно. Да, я не сдавал ДНК тест, и никто не может сказать. Это раз. Во-вторых, да, нане, ши и ценнохчи дуса, поэтому прошу вот эти вот всякие, что я сдал тест, что мне это показал, то да, мне очень многие про меня пишут, что у меня нету исторического образования, что духдаш, есть у меня историческое. Первое высшее образование с отличием я закончил исторический факультет, поэтому самогатэш, я знаю, что многие норницы с пеной у рта просто говорят, что нету. Мне не проблема просто-напросто в один прекрасный день взять свой диплом, сфотографировать серию, номер и показать вам. Заканчивал я исторический факультет или не заканчивал? Заканчивал я исторический факультет, но снова я не кичусь тем, что я там исторически закончил. Суть не в этом. Это благосфера. Здесь мы говорим не только об истории, мы говорим и о разных других процессах. Поэтому, что касается истории, я всегда говорю, я немножко знаю историю. Всю историю знать никого не может. Да, это еще и гуманитарная наука. Поэтому
ты до конца своей жизни можешь изучать и учить историю, но не знать ее все равно до конца. За всю мою жизнь мне не говорили, что со ногчи яц, и что я притворяюсь ногчи. Валлахи, инзали халхи ятардер сумбашлам. Я знаю, еще в 2005 году я захотел, чтобы просто его послушать, а тут такое нейнхуя, мичербу, шютер буса нейнхуя. Шютер. Мои нейнхуя все шатойские. Памтой, хаккой, нихлой. Оттуда, ишбук, войниш. Варандой. Да. Памтой, нихлой, хаккой, варандой. Вот эти все санейн аубуш. Да, если бы не было никаких, если бы мы отдали башлам, ты этого человека, знаешь, какого человека? Башлам хуайбац. Нейнан памту яса. Нейнда хакку васа. Цейн еще со своей стороны. Не хвайбу, ах, варандуайбу. Так у меня в этом плане. А оказывается, сам Циечуа Мержуай бусам Герга. Прямо тейп Циечуа Мержуай. Хочешь со мной познакомиться? Я женат этого Аббаза. Аббаз это девушка, если я не ошибаюсь. Башлам Нисархой. Нисархой тейп есть. Я не слышал такого тейпа. Может есть, но я не слышал. Далецерлаташ. Аббаз аты собау хой гунойбу. Они 1000 лет. О, судуа тахавя. Догадайтесь, что за вопрос он задаст. Хаве-ана. Сразу асюк хали эду. На PayPal мне ничего не поступало. Было 5-6 донатов, и все они поступили на Сбер. Через PayPal ничего не было. Сразу не задавай этот вопрос. А так, салам алейкум. Он заходит, каждый раз мне начинает через PayPal что-нибудь пришло тебе, Оля, да, волосы. Сейчас дать не роли. Дать не хакочек, да, ну просто у него походу. Я ему позывной ник надо сменить его. PayPal, Алис, ник сменить, чтобы все люди понимали. Хотя почему-то тебя не видят многие. Лоамаро гушвачун, PayPal гушвачун. Здесь есть 4 человека, которые только мне пишут, и никому они не нашли. Хеза. Нашла тайп хазасу. Нохчи тайпду. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нохчи Германия. Сагапшинский гушу. Алейкум ассалам. Я не знаю. В Европе тоже кризис. Ты же тоже спрашиваешь каждый раз. Я еще раз говорю, когда мне приходят, я говорю, сразу через PayPal отправили, сверху сообщение спускается. Через PayPal это редко бывает. Там есть пару братьев, которые через PayPal помогают. Вот. Братьев. И одна сестра появилась сейчас. Аббаз Тагвацма или Башлама. Аббаз Юаю. Под ником Юаю. Он бегушвац яхас. Цахасун. Наверное, не хватит Цахаза. У них Инстаграм и плюс скрыто, поэтому не видно. Наверное. Башлам Адр Германия Дагова. Он в эфире валил. Дагова. Адр Германия Дагова. Не тим хватает, да. Цахасан. Ой, махкадаться, диаду даться, цаха.
Мне поразило то, что сказал Беслан Башлам. Как будет корректнее, наши земли раздала империя или их захватили чужеземцы, которые на них сейчас проживают? Корректнее будет так. Мы проиграли Российской империи за счет того, что проиграли, эти земли были розданы более привилегирующей нации, то есть в плане подданства России, которые заключили раньше договор с Россией о том, что они будут мирные, не будут воевать против России. Вот они получили проигранные земли чеченцами на свои наделы, и люди живут там. Вот, это было сначала так. Почему? Потому что огромное количество населения сократилось, проживать там было некому. Проживать там было некому. Люди компактно начали проживать уже сбалансированно, то есть они жили это проблема и сегодня. Почему? Сегодня происходит урбанизация, и все стремятся жить в города. Гудермес, Шали, Урус-Мартан, Грозный. Из сел происходит отток. Если происходит отток, само собой остается свободное место. Все города стремятся. Сегодня нужно, чтобы новый народ был не 1,5-2 миллиона, а было 5 миллионов. Когда у нас будет 5 миллионов, вот так, инша Аллах, новый город Наур, новый город Серноводск, когда там будет проживать, там, я не знаю, по 500,000, по 1 миллиону человек, совсем другая картина будет. Цундер, деб нохчи, деб, алсам, деба, деб, шеймохк. Далосияш, валлахи, биллахи, таллахи, дельц, эрцани, бусулба дош, нохчи дош, алсам, куле, цхак идёр маят кузар, юдерма бош. Дальше, вай гилкш сани, вай адач сани, ааттац. Это чохалдой. Такка шел шелханот, это аурю кузар. Сихт это аурю. Тема та, эне паргат, даха деш, деба деш, ааш, деша деш. وين ما تكربق شو اشتخديز الخيط سقيت ما عندو اشت ويتصبح كنيش ما бахкит бахкит حبахкит специалист бахкит ама будет все как нормально в государстве, но вы 9 миллион 8 миллион это не результат, это не результат. В ближайшие 50 лет, по крайней мере, 3 миллиона ошкети, тогда не будет никаких вопросов, ни у каких, ни нордийцев, востока, запада, севера, юга, ни у кого не будет вопросов. Они просто спят и видят, чтобы у нас была кровь, чтобы была война, чтобы был отток населения, и мужского, и женского, чтобы уезжали отсюда. Вот это их мечта. Чем больше будет отток, чем больше будет космополитов, чем больше будет людей с военщиметр, белаца, они, когда вот эти разговоры, это в их пользу. Почему? Если там проживать некому, свято место пусто не бывает, есть такая пословица. Эти места пустые, кто там будет жить? Любыми правдами и неправдами землю оттяпать и сесть. Вот в чем проблема. Дебнохчи. Ой, Алсам, Наурский район, не ухазмах был, Шелковской район, не ухазмах был, поэтому. К сожалению, Продент 5. Your words sound good, how I don't understand. Do you understand what you are saying? Why only have the feeling that you are talking about matters of religion and good know best. Если бы я еще знал английский язык в совершенстве, я бы перевел, но, к сожалению, Prudent 5, I'm sorry, no speak English.
Я читаю вас, если что. Я эфир не завис, просто читаю. Подписчик Салам Маршал, да, это Сега Пшинскис. Сейчас Сегу Ша, Сега Тяша душа от Сега Пшинского. I don't know speak English. Или Thank you. You are need to apologize. Thank you very much. Так, Prudent, I wanna hear. Да. И я, когда разговаривал с Бесланом, запрос прислала еще одна девушка, я так и не понял, на прямой эфир, может, она ошиблась. Твои слова звучат хорошо, но я не понимаю, что ты говоришь. Я думаю, ты говоришь о религии, но Бог знает лучше. К сожалению, я говорю не только о религии, но в основном я говорю про историю. Там можно было написать там. Я говорю об истории, но history, короче, сейчас не вспомню английский, когда-то изучал, но сейчас уже плохо. Achtung, sehr mobile Linking. Guten Abend. Какие-то сегодня все добрые. На нашем ответе он поймет. Ферштейн, Алиета, Хайнез, Панкисер Султан, Панкисер Султан, Сунайтра, удалите намет Сун. Он почух борз борзай, оли борз, бора борз алязен, хул шума чукса Султан. Achtung, клац, это звук собаки, Ферштейн. Если будут пока стоят крепости. Ладно, вот ты зашел и говоришь, голова были, есть и будут пока стоят крепости в горах. Это вообще к чему-то это? Вообще к чему? Здесь вообще никто не говорит о голова уже. Походу тебе явно внимания не хватает. Башлам Султана Хэшмалац. Султан Панкисяу и там пока занимается своими делами, наверное. Нагавала молы. Я хуевый, к сожалению, муслим, я очень хейду. Дарим сухофруктчу, бакайн ашбонас вишвик. Кофею, зажималц и компятию. Что еще? Вроде все. Значит, и плагая, если ты меня спрашиваешь. Персиковую чайду. Жижган начинает смысла. Да, всех дает и уж хочу. Босс, денуш. Они зажмурились после того, как отдел стал интересоваться возрастом. Но не надо говорить того, что не стоит, и не придется ничего зажимать. Ассаламу алейкум. Эрство, тайп, да, дуй. Эрство. Хаш весун, дагам ценует, слушай.
Linguist шхатала. Эштхуая туда, кстати, касаемо башен. В Горной Ингушетии самые древние башни из сохранившихся считается Белган. Датируется по радиоуглеродному анализу, проводимому в США 1112 век до 1413 век. Хорошо, если это так. Панкисер Османия и Сагапшинский Цантайпан Бахман бушла. Сагапшинский Муацуна Этра. Панкисер Османа Хельдеяру. О Хельдеяру от Сагапшинский. О Веппиву. Сугалцевелля. Эрсноем был тайп. Арсеной. Бац. Эрсной, Арсеной Цапбош. Это одно и то же. Хасун лавовой. Что касается башен, у нас в Хуландое стоит 13 века башня. Тоже никаких проблем нету. Веппи, не феппи. Веппи. Феппи у вас. У нас нету такого феппи тайпа. У нас есть веппи тайп. У нас вард, у вас форт. Веппи будешь. А что феппи хикбу? Кистуай, ты в этом плане? Да, кистуай. Ну, кистуай это не тейп. Кистуай это относится к национальности. Поэтому тут шуцаться несло. Хавудер ингушский мова, ингушский вала, о феппиву. Отхениш веппиву. Ю есть у нас и раньше есть еще башня. Поздравляю и вас, и лезгинов, поздравляю, что у вас есть фонема Ф. Я рад за вас. Это есть. Что у нас тут еще? Это буква единственная. У нас еще тоже есть Ф. У нас еще нету буквы Ф. Не было раньше. Инсам есть, конечно. Фристайла. Сейчас появилась, потому что с изучением, конечно, арабского языка. Оно появилось. У нас вместо П говорили или В, или П. Кстати, у них новая фишка пошла. В восстановленном комплексе Хвай есть большая буква. Большая башня. Они начали говорить, что мы скопировали дагестанскую. У дагестанцев нету таких башен. Это не дагестанская башня, это сванская башня. В Дагестане нет таких башен. Так что тот, кто тебе это говорит, это пародия этих, как их называли, Красный горшок и его потомки. А как возраст башен в Чечне определяется, предположительно или научно? Ну, вы еще не знали, когда они уже предположительно, и вообще научным образом доказано было, уже сдали давно. Это вы сейчас начали отправлять. Хотя, честно сказать, я не слышал ни об одной башне, что у вас там есть 11-12 башня. Считается, что Тхабаирды, вроде бы самый считается древний храм, который был то ли 13, от 13 до 15 века. А так я не слышал. Хотя, Аллаху алям, сдали, вы говорите, наверное. А у нас очень давно уже сдали. Хуландойская башню сдали, она 13 века. Есть в Итам-Калинском и 11 века башни.
в Харачоевском. В Харачое башни, самая древняя башня считается Харачоевская, это 5 век, поэтому все нормально. Эствой Бу Телуева. Который построили грузины, Гар. С башнями все нормально. Есть могильники, которым по 1200-1300 лет. Осетин вроде бы есть. На территории их есть. В Кабардино-Балкарии есть, в Осетии есть. В Балкарии точно есть, я знаю. Есть 11 век, есть, но 9 век есть. Были, по крайней мере, то, что осталось от 9 века. Все нормально. Кажется, сейчас последнее, то, что было найдено научно, подтверждено. 5 век вроде бы говорили. Надо посмотреть. Я знаю, Хабаирды был не один раз разрушен, он был несколько раз разрушен. По крайней мере, я читал даже по самим ингушским официальным данным. Первый раз его восстанавливали сами грузины, считается, вот в 13 или в 14 веке. Потом влияние грузин потихоньку ушло, и в 15 веке уже сами ингуши восстановили, говорится. Если кажется, Аллах и Акки, может не по количеству, но история реально древняя. Вот мне бы понять, Аллах и Акки, ты про тайпы говоришь или что ты говоришь? Древние, в чем древние? Значит, осетины тоже Аллах, по мнению самих Аллах. Как говорил Бузик, все народы пошли от ингушей. Ты говорил в основном Абадиев. Он это даже доказал. Да, Бог. Наверное. Пошла, могу прислать в директ рисунки, фотографии. Да, я видел, у меня есть. Я видел, они говорят, он подвергся изменению. Мне присылали. И я смотрел про Хабаирды, про эту от одного грузинского источника. Но правда он указывал, что этот храм был вначале грузинским, он говорит. Потом, что они якобы передали ингушам. Я, честно сказать, по этому поводу не задавался вопросом. Почему? Потому что да и смысла нету. А так, что там изменилось, есть изменения, по рисунку есть изменения, они говорили. По крыше есть изменения, они говорили. Там в некоторой стене остались то ли 3, то ли 7 блоков, или 6 блоков там говорилось, что остались. Остальное было разрушено. Я не знаю, насколько это достоверно, но я читал. Даже это было в ингушских источниках, кажется. Вот так. А что касается 11 века, то, что в Америку отправили. Вот все говорят, в Америку отправили на радиограмму. В Америку, честно сказать, Султан, кажется, археолог наш скидывал, и там говорилось в основном о 16-х, 17-х, даже не 17, 17, 18, 19 века. Вот об этом периоде большинство ингушских башен этого периода ЮЛРЦ. Ваши же опубликовали эти данные якобы. Но я не знаю, Аллаху алям, я не сильно интересовался этим. Как можно говорить с уверенностью, что эти башни такого века, если анализ не сделали и не проверяли? Анализ сделали и проверяли, они же говорят тебе, сделали и проверяли. Да, всех обществ Ахка и Аллах, может, древние сначала отца. Да уж, ты не прав, как там тебе, Сагапшинский. К сожалению, ты не прав. Вне всякого сомнения, Ахка тайп, он древний тайп тоже. Джеберлоевские тайпы древние есть, допустим, Садуэ тайп очень древний тоже. Среди чеченских, да, что видите у нас.
Точно так же древний тейп я не сильно люблю. Вот твой тейп Веппи, один из тоже там древних. Почему? Потому что в любом случае есть упоминание, ранние упоминания, если я не ошибаюсь, именно как бы отдельно, не как ингуши и так далее. Но есть такое упоминание, если я не ошибаюсь, я натыкался на кистинцев, которые проживали в Дарьяльском ущелье, где-то датировкой XI века, если я не ошибаюсь, что были непосредственно там, проживали вяпи. А так, кистинцы, вяпи, ну, под кистинцы брать нельзя. Почему? Потому что кистинцы, тут размазано слово кистинцы, у них к кистинцам относятся все ногчи и все голова. От Дарьяла до Андийских гор. Поэтому горная гряда все кистинцы. Башлам я слышал, что ингуши отделились от нас во время исламизации Чечни. Может быть такое. Нет, я думаю, это есть такая версия, сектор 95. Но это неправда. Я думаю, что это не так. Я думаю, что здесь больше все-таки отдаленность, взаимодействие, некое вот посчитали себя независимым, что отделились. Ну, и я считаю, что в 17 веке началось все отделение, а вот уже при царской России в 18 веке окончательно пошел уже разлад и разделились. Позже, вторую половину 18 века, ни одна башня не датируется. И что не по предположению, а по научному методу, по дендрохронологическому анализу. Не знаю, дендрохронологическому или нет, но я точно помню, 18-19 века там были башни. Сейчас, может, уже нету их, не знаю. Если нету, это снова, это ваши башни. Вы можете сказать, что они со времен самого Тутанхамона. Я не против. Аллаху алям. Соврете, перед Всевышним будете отвечать. Это ваше, я не спорю с вашими. Если строили башни, значит, были хорошими строителями. Мы жили по соседству с хевсурами, и мы являемся чистыми кистинцами, как никто другой. Я не говорю, как никто другой. Ну, кистинцы, да. Башлам Хашхану, Руслану Ойзион, Хашхану, Руслан. Хашхану, Руслан. Может быть, Юахта Яцагич Вордац, как че. Поэтому он не как ингушские их выделял, он вместе с ингушскими их говорил. Никак не Нашхуай, не Пешхуай, и тем более не Терлуай никогда не были и не будут ингушами, по крайней мере. За это не беспокойся, это раз. Гюльденштейн, кто такой Гюльденштейн? Немец царской России, который пришел, что он может знать? Вот. А то, что они подписали договор, якобы подписали договор, снова же, насколько соблюдали, это раз. Во-вторых, я прекрасно видел башни Нашхой, Галанчурского района, и видел ваши башни. Они отличаются друг от друга, как земля и небо. По строению, по камню, и такой обработки камня, как в Итум-Калинском, Галанчурском районе, нету в ингушских башнях. Так что это разные. Да, ваши башни немножко по вашим башням совпадают Остхоевские башни. Вот сейчас, которые были украдены, земли, которые вернули, на которых есть башни. Вот с ними есть небольшое совпадение. И даже в этом случае Остхоевские башни, они немножко ближе к чеченским. По камню, по кладке, по качеству, имеется в виду обработки камня. То есть там не булыжник используется. В Итум-Калинских башнях, вы, может, не видели, там Итум-Калинские, Шаройские, Чеберлоевские башни. Камень намного лучше. Он настолько геометрически четко просто отличается от ингушских башен. Это как земля и небо. Это как итальянский кирпич с саманным. Есть разница. Вот такая разница между ними. Не в обиду я тебе говорю, потому что я видел фотографии ингушских башен, и я видел ту же самую Хайбаховскую башню, я видел Терлоевские башни. Они разные абсолютно.
Да нет, там не в цветовой гамме. Ты просто саму обработку камня, это разный камень. Это абсолютно разные камни. Это абсолютно разная технология. Геометрически они похожи. Но по работе это разное. Я не могу понять, если вы говорите, что ингушские строители строили чеченские башни, у меня возникает вопрос, почему камень, который в Итумкалинском, в Шаройском, Шатойском районе обработан настолько четко и прямо геометрически, нежели чем ингушский? Почему они в ингушском случае башен, они его строили любого формата, то есть раз гонч оми была, вложили вкладку и ложили побольше раствора. А в случае с Итумкалинским, Шаройским, Шатойским кластером башен, они ровные, геометрические, сухая кладка, абсолютно без раствора в основном. Почему так сильно отличаются башни? Я в цветовой гамме вообще молчу. Я видел Шаройские и Итумкалинские башни. Они от вашего отличаются, как земля и небо. Я снова говорю, не по диаметру, не по, как говорится, внешнему виду, я говорю. Сама работа мастеров абсолютно разная. Ни Терлуай, ни Нашхуай никогда и близко просто-напросто. Да, когда-то мы были одним народом, но ингушами они никогда не были. Доузер, чеченцы слушают. Нет, вот именно Доузер, не чеченцы слушают только самих себя. Они-то слушают всех. Вот вы слушаете самих себя только. Может, я больше изучал тейповую систему, может, я 10 лет как изучаю Хайнех мнение, считаю, считать Ебра Дойцен. Я не понял, кому, ну да ладно. Раствор, Шубаш, раствор Бузартансия. Разные терлоевские точно похожи. Ламрот, ты сказки мне рассказываешь. Ты хоть видел терлоевские башни? Я был там. Я смотрел. Они отличаются. И они не в точь-в-точь, как ваши. Терлоевские башни в основном и все сухая кладка. Камень обработан абсолютно по-разному. Я Терлой и Гала. Ну, тогда видишь, как ты пишешь. Ты не Терлой. Ты никогда не был Терлой. Если бы ты был Терлой, ты написал Терлой как название тейпа с маленькой и Гала с большой буквы. Вот тут ты уже сам себя сдал. Доузер соук тейпа ношву ногчу. Кстати, как вы празднуете блокировку канала Ламара? Да я и не знал, что его заблокировали, не заблокировал. Нафиг он нам сдался, этот бабуин. Сказки свои рассказывал, заблокировал, не заблокировал, нам наплевать на него. Кто он такой, чтобы мы на него внимание обращали? Да пошел он к чертовой матери. Какой-то сказочник заблокировали, не заблокировали. Это его проблема. Поэтому без раствора наша башня. Конечно, в основном у нас сухая кладка. Старое, то, что имеется в виду, не реставрированное, я говорю. Сейчас во время реставрации нужно использовать какие-то технологии. Доза таких ублюдков, как нам по барабану. Я от тебя только узнал. Да, кстати, мы только от тебя узнали. Мы даже не знаем, заблокировали его, не заблокировали. Кому он сдался. Да. Чем меньше будет таких людей, как он, все будет. Давай мобить право, а сюек бьют сушу. Терлой. Во-первых, не Терлой. Ламарова. Тирвай. Ты не Тиру. Я еще раз тебе говорю, ты настолько безграмотный, если не знаешь само название своего тейпа. Тирвай. Их зовут Тирвай. Терлой через Е называем мы плоскостные ногти. Ты не видел ни башен, ты не знаешь ничего о них. Ты даже не знаешь, сколько я знаю об этом.
Если он и есть, я надеюсь, что он услышал, что я думаю, YouTube Башлам Лайв. Кто он такой и что оно есть. Вот, если это он. А если нет, я еще раз говорю, мне кто он такой, чтобы я обращал на него внимание. Какой-то чепушила, который сидел там, отрабатывал харчи, наверное, Вот так переживает Амина. Ибраим, скажи что-нибудь, передай что-нибудь, кто-нибудь через что-нибудь передайте Абазу какие-нибудь, что-нибудь отправьте ему. В одной из своих книг Николай Яковлев, он лингвист по специальности, писал, что чеченский язык произошел именно. Николай Яковлев, Дозер Групп. Кто был первым заместителем Николая Яковлева? Николая Яковлева первым замом, его самым близким человеком был Заурбек Мальсагов, по происхождению ингуш. Он мог ему наговорить все, что угодно, и Яковлев бы это подтвердил. Он, да, лингвист, согласен, еврей-лингвист, но и Гильденштейн тоже, как говорится, тоже, когда переезжал с Моздока в Владикавказ, в Тифлис, его сопровождение тоже были ингуши. Сопровождали его тоже ингуши. Я немного чему Гильденштейну рассказывал. Автобиография это написано, ты можешь поинтересоваться. Так что сказал там Яковлев, мы тоже говорим, сегодня ДНК Клесов сказал, что буквально 1000 лет тому назад отделились ингуши от чеченцев. Ну давай тогда это возьмем. Яковлев кто? Мы говорим, допустим, что ингушский язык это диалект чеченского языка. Орствоевский диалект. Тебе нравится это? Я вообще говорю, ну и что он дружил с Булгаковым? Причем тут Булгаков? Причем тут Булгаков? Еще раз. Мы говорим, что вы используете орствоевский диалект. Как? Это правда? Вы скажете, нет, ингуши это отдельный язык. Если вам не нравится, то тогда сказки Яковлева о том, что они там такие, зачем ты мне рассказываешь? Яковлев, кстати, ваш Яковлев придумал термин войнафи, чтобы ты знал, вместе с Мальсагом, и ввел его в оборот в 1929 году. YouTube-канал Джон Джови прислал вопрос, и мелодия, любимая и всем нравящаяся мелодия, кто-то задонатил, просто задонатил. Я думал, кто-то там напишет. И огромное спасибо за донат. То, что не забывайте донатить. Короче, мы с этого через PayPal, которые отправляли донат, в сухую проиграли тем, кто донатит через Сбербанк онлайн. Джон Джови. В 1805 году ингушей 9-11 тысяч. Кумыков 30 тысяч. Остальных дагестанцев 60 тысяч. Чеченцев 220 тысяч. Есть такое. Ну, ты даже приумножил, ты 12 тысяч ты добавил. Хотя буквально за 4 года 1000 человек добавилось. Ну ладно, пускай так и будет. В Ютубе 12 маловато. Дозер, что вы там принимаете? Что вам лезет в голову такой бред? А с Пушкиным не дружил? За правду Ютубе о базе сестренки. За правду. И еще один донат. И кто-то задонатил. Аллах да саил донат за правду Ютубе 3 розы прислали Абазу сестренки. Как-то не... Абазу сестренки. Хотя бы имя не называйте Абаз. Хотя бы скажите с ником Абаз. А то как-то сестренка Абаз это всех с именем Абаз как-то немножко может обидеть. Это как-то неправильно, я считаю. Я тоже бяхмамилышки ежели просто когда 2-3 часа сидишь, лазбелдер, сажим кресло, ты дата не делаешь, хайдердол. Все горели ледер луна. Так. Чай пил с Гитлером. Бах, ну что.
Орсхо так и говорят, что это их язык. Ингушский язык это чеченским языком, но не будем там говорить, давайте сейчас. Я как пример привел, было бы правильно, нет. Да, суна, ал сан сестренки, ал баркалба. Почему ингуши Галга строили башни, хотя они не боевые башни, уж точно. Боевые башни ингушам Галга не понадобились. Не знаю, это уже не ко мне вопрос. Манис или из-за доузар. Как может диалект быть первым языком? Раньше мне ингушский язык казался очень смешным. Николай Данилевский, известный социолог, культуролог, в 1834 году писал, что кисты, ингуши и карабулаки говорят. Но про кисты они немножко схожи, если ты говоришь про панкийских кистинцев, немножко схожи. Но это горные диалекты, они в основном схожи. Ни карабулаки не являются ингушами, ни кисты не являются ингушами. Имеется в виду, как народ кисты не является ингушами. Как это один народ вышел из другого народа, или как-то неправильно. Кистинцами, хотя если вы говорите про ближних кистов, как раз таки про ваших фяпи, это да. А так нет, через PySend у меня не получается писать что-то. Таиса, через PySend у меня не получается. Таиса, сестренка, это ты, наверное, задонатил. Да, Сада, Таис, да, Духяхвел. Но я понял, что донат через PySend не получается, но Таиса, сестренка, да, Сада, да, Духяхвел. Вот с ним. Изашка, Саудаха. Получается, мы должны брать холодной войной свое погонки не понял я. Получается, мы должны брать холодной войной свое погонки по наверстанию численности, и многие вопросы решатся сами собой. Сами собой, ведь враги тоже не дремлют. Позволит ли такое, что не удалось? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Демография имеет огромное значение. Просто деба дешадаха. Самое главное. Вот я одно не понимаю. Вы нас называете Алай. Казаков мы вместе называем Алаской. Потому что в 1784 году Аласка, потому что 1708 была построена русскими военная крепость Ал. Ну, я не думаю, что из-за вас мы называем Алаской, их назвали и намного раньше. Поэтому правильно ли будет это, что вы, за счет вас назвали, я сомневаюсь. Вы не хотите называть Галай, мы ничего не хотим называть, я не знаю, о чем ты. Башлам, Афгана, таджикские границы. Что можно сказать об афгано-таджикской границе? Скажу так, я почему-то чувствую, что афганцы не пойдут ни на Таджикистан, ни на Узбекистан, и тем более, чем Таджикистан и Узбекистан идти, намного богаче есть Туркменистан. Поэтому мне кажется, что афганцы будут укрепляться у себя на территории. Да, сейчас все над ними смеются. Да, кто-то его признал террористическим, кто-то так признал. Это все-таки геополитический вопрос. И стоит отдать должное с талибаном. Последние 2 года в Москве на официальном уровне встречались, кажется, 2 или 3 раза. Кажется, Навальный еще про это говорил, якобы они террористы, а с ними встречаются. Я считаю, что они будут укрепляться у себя в регионе. Будут ли этому противостоять определенные силы? Китай сказал, что он признал Талибан и сказал, что выделит любую сумму на нужду решения их вопросов. То есть они тем самым хотят откупиться за уйгуров, решают свой вопрос. Что касается Узбекистана и Таджикистана, я думаю, что Россия сделает все, чтобы договориться с Талибаном, чтобы они не переходили, как бы, все-таки сателлиты над Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном. Это все-таки Россия. Может быть, Россия повлияет, чтобы талибы не пошли дальше. Талибан сейчас самым сильнейшим образом попытается осесть и легализоваться у себя в Афганистане.
А так знает только Всевышний Аллах, Аллаху Алям. А если они будут убивать людей, если они будут применять чрезмерное насилие, вне всякого сомнения, пойдут жесточайшие санкции, и опять войска НАТО и Соединенными Штатами нападут. Ну, по крайней мере, пока не видно этого всего, кроме бегущих некоторых афганцев и вот ситуации, кто ушел, уехал, полевые командиры. Что там происходит сейчас, трудно, не поддается никакой логике. Но мне почему-то кажется, что все-таки афганцы не покинут Талибан, то есть будет укрепляться на своей территории. Как говорилось в раннем эфире, не помню, он был в эфире с Башламом, надо, чтобы группа молодых людей работала против норильских вбросов, против чеченского народа. Да, ангуштовцы говорят, что в галанчожском диалекте чеченском ангуштовцы, ну да. Ингуши строились в 17-19 веке башни. Дахкильгов пишет, ингушский историк, чеченцы перестали строить. Ну да, перестали уже 16 века, да и смысла не было их строить. Башни, потому что они немножко отличались и в основном воевали, они эффективности не было никакой. Я желаю всем мусульманам всего наилучшего. Взаимно. Амин. Зачем башни, если никогда ни с кем не воевали? Башлам. Когда вошли добровольно в Россию, то изучали, поэтому первых источников написано о них. Таджик бог кусок урватирач. Ну, не знаю. Там половина проживает тех же таджиков, узбеки проживают в Афганистане. Что там урывать, от кого? Чечню смогли изучать после Кавказской войны. Абсолютно верно. Аллах язык древний, чем ваш чеченский. В любое время надумайте рамсануться, приходите в любое время. Да, Аллах, да, рамсануться. Ты еще раз прошу, свои понты, пожалуйста, оставь себе. Как раз древний, хорошо, что древний, со времен динозавров. Как раз таки воевали ингуши и оборонялись от царских войск в башнях в 1830-1832 годах. Нанесение Паскевичу военной. Ну, вот когда ты говоришь, воевали, было небольшое сопротивление, а воевать не воевали, потому что какое бы донесение Паскевича не было, он, наверное, является немножко неправильным. Ну, посмотри, и Ахмад Барахоев сам говорил, рассказывал об этом, как Ермолов назывался, как красиво Ермолов о вас отзывался. Так, и еще один донат, я думаю, что это через PaySend, и дал Сауэл. Поэтому не скажу, что прям воевали. Каждый донат от меня за Мержуай. Сестренка дал Сауэл, дал Духьяхуэль. Ты уже 2 раза задонатила. Это редкость, когда донатят по несколько раз. Аллах да, съеду, Аллах да, Духьяхуэль. Очень приятно видеть, что не забывайте донатить и помогать нашему каналу. Башлам, какой диалект является самым старым, в каком самым молодым? Плоскостной. Говор, наречие, называйте как хотите, литературно является самым молодым. Самым древним считается, одним из самых древних является Чеберлоевский, Шароевский. Вот они считаются одними из древних. И некоторые говорят, что Галанчожский. Вот так вот. Хорош пургу гнать. Не зима. Дерзкое сопротивление со стороны души. Но какие-то тайпы сопротивлялись. Я же не говорю. Сопротивлялись немножко, но в основе своей. Про сопротивление, дерзкое сопротивление, долгое сопротивление. Это немножко не так. Таджики притянули землю Афганистана, когда там была война. Не знаю, да, воевали под одеялом, отводи, ребят. А яйца у вас пошло на динозавры. Да, абсолютно. Динозавры из яйца, а яйца в Чечне, а динозавры в Ингушетии. Все ты прав. По древности яйцо же раньше, чем динозавр, да? Но вот здесь эти были яйца, оттуда вылезли вот динозавры и ушли туда к вам. Вот такой вот хороший каламбур и ха-ха тема. Ну, ты же понимаешь, что я, конечно же, шучу.
Я издеваюсь, как и ты, в принципе. Трудно, когда приходит Уирис донат, вы слышите мелодию. Это уже значит, что ваш донат дошел. Поэтому, если нету мелодии, то значит нету. Это не ко мне. Фунтик в прямом эфире. То трудно задавать. Да, вот теперь уже дошло. Брат Резван задонатил. Резван, Аллах да саадуэл, да духуахуэл, полностью эзачка солдахуэл. Трудно задавать актуальные вопросы из-за политики конъюнктуры в России. Баркал, бро, будем слушать башлама дальше. Ассалам алейкум. Ночи он хваштир. Вот такой донат задонатил брат Умар. Вот. Ночи он хваштир. Да, саадуэл. На самом деле. Так, нет, по 18 тысяч казаков это приукрашено, но то, что ингуши достойно сражались против казаков, это правда. Во время гражданской войны ингуши особенно во время гражданской войны ситуация была немножко другая. Ты сейчас тоже, Дозергруп, немножко лукавишь, ты же должен понимать. Никто ничего не освобождал бы, если бы царская Россия была в расцвете. Дело в том, что весь Советский Союз, то есть пространство Российской империи, происходила гражданская война, и не до ингушей, не до чеченцев, в принципе. А армия Деникина в пух и прах разбила, в принципе, плоскостные территории и чеченцев, и ингушей. Чуть больше сопротивлялась Чечня, чуть меньше сопротивлялась Ингушетия. И там, потому что были нам лапшу на уши повесили, в основном РКПП, так сказать, коммунистическая партия, они обещали, вот за счет них выбиты были терские казаки, потому что казаки принимали сторону кого? Белогвардейцев, поэтому им пришлось отступать. Ну зачем ты вот лукаешь, зачем ты лжешь и говоришь, что там сопротивлялись ингуши? Ни ингуши, ни чеченцы как таковой на плоскостной территории нифига не могли, потому что в то время уже авиация была, они бомбили Гойты, сколько раз сжигали, авиацией начали бомбить. Но то, что не смогла Чечня, Ингушетия тем более бы не смогла. Мы прогнали казаков там или воевали. Ну, гражданская война это отдельная история. И сопротивление там было благодаря, не за счет там чего-то. На плоскостной территории ни мы, ни вы тем более сильно не сопротивлялись и не могли воевать. Воевали за счет чего? Вы воевали хорошо за счет царской России когда-то. Имам Шамиль воевал за счет густо заселенного лесного массива, потому что скрывались в лесах, умели завалы делать и воевать. Поэтому это же все известные факты. Зачем говорить? Царство заселял казаков не на ингушские земли в основном, они были заселены на карабулакские земли, аштхоевские, если на то пошло. А потом в основном Аштхой ушли мухаджирами в Турцию, в Ближний Восток. Когда они туда ушли, их земли потихоньку заселяли в основном Алга. И в 1865-м ушли оттуда, и после эти земли начали. Нету почти что, насколько я знаю, со мной связывались в Аштхой, и они говорят, что в верхней части, то есть в области Малгобек, Сагапши, там, где есть в основном аштхоевские земли, они говорят, что захоронение начала 18 века или хотя бы середин до 1850 года, что там нету такого огромного населения ингушских, то есть нету захоронений ингушских. Там есть аштхоевские захоронения, есть там адыгские, черкесские захоронения, которые сейчас все каким-то странным образом становятся все меньше и меньше. Есть чеченские захоронения. Поэтому я не хочу влазить в ваши дела, да ладно, оставим.
1860 это ваша тема. Вы пытаетесь 1860 это создание Ингушевского округа. Вот с этого времени вы пытаетесь что-то сказать. На самом деле до Ингушевского округа там все время было Карабулаки, и Карабулакский район, Псидахский район даже назывался. То, что они были заселены, ну, заселены они были казаками, и это ни для кого не секрет, и эти земли до самого верха, в основе своей карабулакские земли были заселены казаками, вне всякого сомнения. И потом, когда начали выселять, поскольку не было туда заселять варства, заселялись туда ингуши. В основе своей. Почему казаки не отмечают свой знаменитый день? Кстати, он как переводится с чеченского языка. Можешь тебе купить словарь, как там тебе, Ламра. Купи себе словарь, у нас есть хороший словарь чеченский. Прочитай и узнаешь. Башлам, ассалам алейкум. Адыги не сопротивлялись казакам во время революции. Ваша аль-им, ты не забывай, это уже почти что 95%, 90-95%, ну, пускай будет 90% адыгов, черкесов, адыги в основном уже были мухаджирами, эти земли пустовали. Они не могли как таковой сопротивляться во время. Были небольшие сопротивления, но у черкесов считается. А большинство адыгов уже были в то время депортированы. Ну, депортированы, ушли точнее. Вот, поэтому вот так вот. Ингуши никогда не были с вами в войнах и никогда ими не будут. Ингуши никогда не были с вами в войнах и никогда ими не будут. Абре К06, ты какую-то чушь несешь. Ты вообще к кому обращаешься? Адыги лучше знают, у них нужно спросить. Абре, мы тоже переживем. Мирный строитель, брат, ты бы видел, как они бухали за покорение Чечни, но когда рядом звучала лезгинка, очень мирно вели себя. Это было в Перми в 2018. Они и есть наши земли. Я не знаю, каким башлам, по-твоему, Ангушт, Эхкиурт, пригородный район Охасты, это, по-твоему, Островский. Я не про это говорю. Нет, Дозер Групп. Они, верно, ты все правду говоришь. Если ты про эти земли, я думал, про верхние земли ты говоришь. Боевые действия Дозер Групп, в основном, которые были, они были по Сунжинскому хребту. И все. В этом плане ты прав. Там они сопротивление вели, и ожесточенное сопротивление вели. Сундера, Дозер Групп. Я с тобой насчет этого нет. Я говорил о Псидахской верхней части. Я думал, ты про эти места говоришь. Все, интервал, я не прав. Адык просто брат знает мирного много, вот я и спрашиваю. Алейм, правильно. Адыгам я смогу ответить, не переживайте. Башлам, ты забиваешь нарнийцев без оружия. Ну, что поделаешь, это жизнь, жизня. Я знаю, что они правы, все равно несут всю чушь, нагло прикидываешь ламнем. А теперь вопрос. Царская власть выселяла хоть из одного села чеченское население и заселяла туда казаков с ингушами. Такое проявила царская власть. Да, конечно, заселяла. Как раз таки это и есть, вот, считай, что все это Самашки, Ачхой-Мартан, Асиновка, Сирноводская, это все земли были заселены, Тигерда, Бяха, освобождены, там заселялись терские казаки. Не одно село, я тебе много сел могу назвать. Об этом выступлении есть как раз таки нашего знаменитого Асламбека Шарипова, который выступал на, кажется, где-то у меня есть эта директива, где он говорил, что мы никогда не оставим Сунжинский район и земли терским казакам, которые заняли исконные чеченские земли. Об этом выступал Асламбек Шарипов на заседании большевиков, как раз когда речь шла о распределении земель. Поэтому я публиковал это. Сейчас надо посмотреть, где он находится. Нужно только посмотреть и вспомнить. Я просто сейчас так с навала не вспомню.
А так, да, это вся часть, ты не забывай, не только эта часть. До самого Грозного были земли, верхняя часть, Ильиновка, Петропавловка, а это уже центр, самое сердце Новчичу, которые были основаны и Чертвой Тайпой и остальными. Ты представляешь, там проживали терские казаки, они насильно. 26 хуторов были сожжены к чертовой матери на берегу реки Сунжа и заселена и построена крепость Грозная. Представляешь, Алганюрт, Нохча Алганюрт переименовали в Ермоловку терские казаки. Ты не представляешь, сколько чеченских земель и чеченских сел были сожжены и заселены терскими казаками. Ты и понятия не имеешь. Ты знаешь только то, что тебе рассказали и о своей территории, Дозоргу. К сожалению, о нашей истории ты ничего не знаешь. А эти терские станицы, начиная крепость Грозного, единственное село, которое оставили для торговли и всего остального, и то оно было сожжено, это была Старая Сунжа. Вот, это село оставили. А остальные, Эхкаюрт, Эхшбатуаюрт, вот такие маленькие селения были там, где находилось. В дальнейшем потом построили 26 сел, построили город Грозный, крепость Грозную. Вот. А по Сунжинской линии, по этому Сунжинскому хребту, вплоть до Самашек и все остальное, там проживали новчи. До самого Псидаха проживали новчи. Но их потихоньку выкуривали и заселялись терскими казаками. Дади-юрт это вообще в другой стороне. Дади-юрт там. Это Кавказская война, не гражданская война. Я тебе не про гражданскую войну говорю. Не про Кавказскую войну говорю. А вот. Хотя крепость Грозная, ты сразу можешь сказать, в Кавказскую войну, да. Но до гражданской войны терские казаки уже были. Это была вторая кордонная линия, которая, по идее, проклятого тирана и ублюдка Ермолова построена. То есть по реке Сунжи нужно было выстроить эти все станицы. Так, сколько человек вас в 16-17 веке? Спроси, и загадка будет решена. Ассаламу алейкум, братья. Есть ва алейкум салам, связь с Страсбургом. Судьи, связь случайно, связи случайно, не знаю, это со Страсбурга, цавы бошку, а что на субай такое. Ай, брат, Кавказ уже без адыгов и новче сейчас много наших людей мухаджирств. Конечно, адыги, мы многих адыгов потеряли, они в основе своей находятся за пределами. Одна из, еще раз повторюсь, одна из самых больших делегаций, которая проживает за пределами своей исторической родины, это черкесы и адыги. Где только по миру их нету. Вот. Ну, так получилось. Поэтому гражданская война, это уже 20 век. В то время там сопротивление сильное оказать, как во время Кавказской воды, адыги не могли. С периода тут, с второй половины 19 века, к сожалению, уже мы теряем все с адыгами, имеется в виду сильное сопротивление. Мы теряем, и оно пропадает, потихоньку уходит на нет. Почему? Потому что кто сопротивляться, если те люди, которые остались, это еле-еле, многие погибли, просто огромное количество погибли. И вот так как-то получается ситуация. Говорят, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, да, он говорил, что его бабушка является черкесской. Абсолютно верно. А ее продали турки в рабство англичанам. И вот он так объяснил это, если я не ошибаюсь. Внимание на потом. Так как-то. Походу вы уже устали, хотите отдохнуть. У него прабабушка, кажется. Ну, Борис Джонсон рассказывал об этом. Что турки продали в рабстве, то ли как-то так. Хири вопрос насчет земель не пишут они. Пусть тему Владикавказа поднимают приму. Есть там, те, которые говорят об этом, и очень много. Барху Амад и многие говорят за это. Поэтому прикинь, так Борис наш получается. Да, Бориска наш.
Ух ты, так, Джонсон, кровно адык. Да, абсолютно верно. Но не кровно, какая-то часть у него адыгская, черкесская. Черкесская, адыгская, как правильно. На суджинских землях вы оказались в обозе царских войск. В этом есть и своя, конечно, доля правды. Вот. А Бориска-то да. Борис оказался там. Да, и ПСЖ выиграл 4-2 сегодня. А раньше было ерунда, сейчас норм, короче. Россия дюдет, не понял я. Россия дает, Россия дает. Дозер Групп, к сожалению, я боюсь, что она не оставит Кавказ. Я думаю, откуда он такой дерзкий, оказывается, кавказский кров дает о себе знать. Дозер Групп, я очень сильно сомневаюсь, что это Аллах не сказал, что это плохо, они не откажутся. Никогда не откажутся. Потому что, видишь ли, и Грузию они до сих пор давят, Армению они под себя подмяли опять. Азербайджан еще более или менее протурецкий, поэтому там имеет свои какие-то отношения. А так, я очень сильно сомневаюсь. Но пока я с вами разговариваю, если вы не против, я себе приготовлю чашечку кофе. Кофе надо выпить, чай, Джо. Главное, шиицы, нейцы, ай, брат, простите, что в трудную минуту не смогли поддержать вас. Ночью было бы у нас на родине хотя бы 4 миллиона. Брат, я так тебе скажу. Ты не представляешь, но есть у вас Юрий Хамзатович, его звали, адык, министр юстиции СССР. Так он за всех адыгов сделал поступок, который Нохчи никогда не забудет. Он выступил против войны в Чечне, сам лично ушел с поста министра юстиции, если я не ошибаюсь. Государственный советник первого ранга он был, занимал высокую должность, и он отказался от него, ушел. И мы никогда в жизни не забудем то, что сделал Хамзат Юрьевич, кажется, у него фамилию, я его сейчас не помню, но за адыгов, черкесов, он поступил так, как должен поступить каждый кавказец, и был противником всей этой войны и оказал огромную поддержку братскому Нохчи народу. Поэтому мы никогда этого не забудем и не забывали. Хамзат Юрьевич, фамилию забыл я его. Вот. С памятью совсем плохо у меня. Забывать начал. Проблем других много. Когда мать болеет, там какие-то свои проблемы. Руслан Хазбулат, Баса, Башлам, Ингуши, Галга продвигает свои границы. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Я хотел сказать, что Аушева мы не считаем чужим, поэтому Дозер Групп. Говорить за Аушева я ничего не буду. Калмыков, да. За Аушева говорить я ничего не буду. Аушев это наш человек, он грозненец. Нохчи его любили, уважали, ценили. Поэтому за него я говорить не буду. Это не чужие люди. Алга, не чужие люди. ДРС для нас. Поэтому мы говорим о тех соседях, которые нам не по крови, понимаете? Имеется в виду по крови, нам не являются родными, близкими. Поэтому мы говорим, так-то были выступления, были в Махачкале выступления, митинги, в Кабардино-Балкарии выступали против Первой Чеченской войны. Мы это все знаем, тут речь не об этом, ДРС тоже. Поэтому мы
واحد ده عفت وانا عوام يا освободилась. Все. Мы... Башлам, почему Аушу не мешался вопрос с границами? И вот это очень сложный вопрос. У Аушева в Чечне огромный авторитет в каком плане? В историческом плане у него был авторитет. Почему? Потому что многие говорили, что Аушев грозный, что Аушев много чего хорошего сделал. Все вот это было непонятным образом убрано за счет вот этого пограничного района, потому что когда он пришел, он ответил очень невнятно, и многие даже не поняли, почему он так сказал. Хотя он остался, он был очевидцем всех этих событий. Так освободилось. Да что ж такое? Ага. Так. Башлам, ингуши, Галга продвигают свои границы по рекам вглубь в Чечню. На самом деле граница была в верховьях реки Асы, а не по Мартантии. Тут Галга и Тайп жили в западном берегу реки Асы. Да, я слышал это, читал. Но мы же не о Тайпе Галга говорим. Юрий Хамзатович Калмыков. Да, да простит его Аллах. Да, Юрий Хамзатович Калмыков. Так, дальше. Башлам Цундыра. Башлам Цундыра на митинге цу Элар ночи Мецнахбуа. Ну, Мецнахбу это, конечно, он зря сказал. Но я понимаю, не знаю, короче, не понимаю. Когда я спросил у одного из представителей, который выходил со мной на связь, ну, вот почему он сделал, как ты считаешь, в чем проблема? Он же знал правду Эльчхайна. А он как раз был сторонник такой нейтральной позиции. Он говорил, что там во время Ичкерии стоял пост, что они знают, что вот эти верхние земли по Фортанге никогда не были в Ингушетии. По крайней мере, все время, которое вспоминает, и вся эта ситуация. Он сказал мне такую вещь, по Аушеву, он сказал мне такую вещь, что Аушев не хочет, и так многие говорят Аушеву, что он больше занимает позицию про-чеченскую, а не про-ингушскую. Поэтому Аушев в этом случае выступил именно по ингушам. Ну, так он мне примерно объяснил это. Аллаху алям, не знаю, может быть, он так реально чувствовал или считал. Ну, всякое может быть, я не знаю. Шайдахло. Но должно быть сказать, ведь Аушев единственный, кто остался в живых из тех. Да, единственный, кто остался из всех живых. Я считаю, что если человек богобоязненный, ему очень сложно будет перед Всевышним Аллахом. Башлам, знаешь, была такая крепость между чеченцами и ингушами, называлась Преградой Стан. И на карте время Ермолова она в том же месте, точь-в-точь, где сейчас находится. Нет, не знаю, Преграда Стан я не слышал. Это что-то новое. Я не знаю, честно скажу тебе, Дозергруп, я не слышал об этом. Насчет границы между нами, ну, я очень сильно сомневаюсь. Во-первых, все, кто говорил и говорят, особенно войнахисты, говорят, что как таковой границы между нами никогда не было. До определенных пор. Что касается Ингушевский округ, но Ингушевский округ был создан царской Россией. До этого никакого Ингушевского округа не было, и те, кто проживал в основном в Тарской долине, в Джайрахе, в горной части. Поэтому докладу я дошел до момента, когда в этом докладе упоминается тейп Эшбатовой. И я теперь только узнал, что мой тейп, родовой тейп мой, произошел из Ингушетии, они говорят. И этот тейп якобы посодействовал тому, чтобы Галгай, тейп именно Галгай, спустились на
плоскостную территорию и разместились в Назране, в Назранской крепости. Якобы этому послужил старейшина из Тейпа Эшбатвы, которые являются выходцами из горной Ингушетии. И очень сильно, говорят, его любили ингуши, слушались его, уважали, и он посоветовал. Вот, касаемо ингушей, чеченцев и вот этих земель, ну, имеется в виду земель как земель Ачамнистация, именно касаемо этого вопроса. Я не знал, честно, там есть имя, я это зачитаю обязательно, но я не знал, что мы из горной Ингушетии, честно скажу, потому что более такого, как от Бузуртанова, я такие вещи не слышал. Но то, что мы один народ был, это понятное дело. Ну, приписывать уже и наш Махковский, Тайпы, это уже чересчур. Вот. Короче, конфета есть, но эти конфеты есть, я уже не посмею. Там немножко ненадежно эти конфеты. Надо их выкинуть. Вот. Сейчас возвращаемся там, где я еще не ответил на вопросы. Угу. Так. Такая крепость, вот такая крепость, я просто не успел. У меня уже немножко башлам. Он решил нас обвинить в воровстве. Я не слышал о воровстве. Ну, я слышал, Цандиза, Далур Духвай, что-то такое я слышал. Так, это я слышал, решил обвинить. Аушев не мог сказать, что эти земли чеченские, тогда как он противоречил истории. Да нету никаких исторических фактов, он говорит, что эти территории были спорные территории. Вместе с теми, кто проживал там, они перешли в Чеченскую автономную область. И я это уже знаю, уже для меня это вообще не секрет. Что касается почему ингуши претендуют на эти земли? Да потому что якобы уарства проживают в основном у вас, и вы считаете, что эти земли ингушские. Но уарства не ингуши, еще раз я вам говорю. Уарства, которые живут в Чечне, они точно так же претендуют на эти земли. Цундера в 1934 году эти 7 селений добровольно, после того, как распался Сунжинский район, вошли в состав чеченской автономии. Ни больше, ни меньше. До этого якобы он был наш и так далее, но это уже хабар, как любят говорить Сюлей. Аушев не мог сказать, ладно, Аушев. Башлам, договор между Аушевым и Дудаевым о временной передаче ингушской стороны 2 районов, 13 сел. 13 сел не слышал, там 7 или 8 сел было. С учетом немежевания было сегодня считают нелегитимным. Его не сегодня считают, его считают нелегитимным, потому что в одностороннем порядке его расторгли ингуши. В 2005 году, пока в Чечне шла война, и Джохар Дудаев уже был мертвый. В одностороннем порядке был расторгнут этот договор. Ну, все, пошли кони в пляс перед стантом. Фактически, вы мои грозные, Аушеву слову не давали. Флатингис проход так дальше, Цундари Башлам. Зачем поднимать эти темы? Флатингас 96, Ваша. Эти темы подняли подписчики. Вот Доузер Групп, мы заговорили об этом, и я отвечаю на вопросы. И все. Не тему поднимаем, мы отвечаем на исторические вопросы, ни больше, ни меньше. Мы же говорили об адыгах, правильно? Ну, вот как-то вы задали вопрос, и мы перекинулись на это. А уж в интервью телеканала «Дождь» по вопросу ответил, что в этом вопросе он руководствовался интересами ингушского народа и только ингушского народа. Ну, вот и ответ. Ингуш С. Во-первых, Ингуш С. Ты не знаешь, о каком периоде я говорю, во-первых. В то время Тейп Халайс, поэтому Хайнцев Мадейц. Я говорил о ранних периодах, ты говоришь о сейчас, нынешнем периоде. Сейчас он Кам стал, а там говорилось как раз таки о Тейпе.
который проживал по верховью реки Асы-Карсы. Так, для образования, я говорил про исторические, а уж не мог сказать эти земли, так это я уже повторно, что ли, у меня по ходу по шариату вам нужно вернуться к границам 1810 года. Ингуши не против, чтобы мы решили вопросы шариатским законом, как братья. Шариатский вопрос от Орского, разве кто-то остался после русско-кавказского? Конечно, остался. Очень Башлам отправил на митинг. Надо в шариатский суд составил России, но это уже давайте эти байки оставим. Этих 10 человек хватит на... Каких 10 человек хватит на 100 тысяч? Я не понял. Что же это за такие 10 человек, которые на 100 тысяч хватит? Так все давно зовут на шариат, давно зовут. На каком шариате? 10 человек это не кам, это кам. И где эти 10 человек подвиги совершали? Давайте оставим сейчас эту тему. Это в какое-то не то русло ушло. Уже 3 часа утра. Я не хочу, чтобы это сейчас совсем не туда пошло, куда бы хотелось мне, чтобы оно ушло. Поэтому уж извините, тратить нервы, время, сон, здоровье и свой уже почти умирающий телефон, я не хочу, чтобы там говорили ни о чем. Если понты, так читать не буду, в 92-м году Богатырев выпил с Борисом Шариатскую республику на веки России. Ладно, да буду я это читать. Я думал, Орство уже как у нет. Орство это не народ, мы в составе Чечни. Башлам, а ты думаешь, что ты справедлив? В отношении чего справедлив я? Ингуш С. Ты в любое время можешь зайти и отправить мне прямой запрос, показывая свое лицо, и сказать, в чем я несправедлив, или в чем я притесняю или унижаю кого-нибудь. Объясни мне. Я же открыт, ты видишь мое лицо, я ни от кого не скрываюсь. Разве я оскорбляю кого-то? Нет. Любой человек, который отказывается от шариатских законов, приписывает себе чужое, является преступником. Согласен с тобой. Не только это, я тебе скажу. Любой человек, который занимает чужие земли, если ты будешь так говорить, сегодня таким же макаром кабардинцы могут претендовать до земель почти что с нами граничили только кабардинцы, ингуши с нами не граничили по этой земле. Сегодня кабардинцы могут претендовать тогда на очень большие земли, очень огромные земли. Они являются мусульманами, в основном черкесы. Если они перейдут хребет и скажут, что здесь была малая Кабарда, и мы претендуем на свои земли, и будут по шариату с тобой судиться, как ты считаешь, вы выиграете? Нет, не выиграете. Конечно, не выиграете. Почему? Потому что они скажут, да. Если ты скажешь, что там якобы эти земли были черкесов выкуплены русскими, тогда получается, что царская Россия является полноценным, полноправным хозяином этих земель. А православные будут с вами по шариату судиться? Нет, не будут, абсолютно не будут. Это раз. Во-вторых, что касается принятия ислама, это вопрос, мы очень долго обсуждали его в прошлом прямом эфире. Тут еще нужно смотреть, кто заключал договора. Первый договор, конечно, был заключен с чеченцами и кабардинцами по поводу, что спустятся и на плоскостные территории заселятся. В отношении, когда вам отвечают, вы кидаете в блок. А тех, где я тебе в блок кидаю? Ты же пишешь. Это сейчас ты говоришь конкретно чушь. Я предупреждаю, говорю, и чеченцам, и ингушам, и любым другим национальностям. Мы абсолютно, я никого не позволяю оскорблять ни тайпы, ни общество, ни шахара, никого. Но я оскорбляю нарнийцев, которые несут чушь. И будь это чеченец, миловала, я говорю, что здесь бакынах, букуза, замсаг, валах, ларвал, вез, калсаг, максаг, кучуа, дукабу, вездош, камилш, дир, дас, кучуа. Кто бы это ни был. А мнение, у них такое же мнение, как у тебя.
Вот и все, у них свое мнение. Ты в чем ты видишь? Блок кидаешь. Кого? Я тебя вот кинул я в блок. Если ты не матерился, если ты не нес чушь собачью, тебя никто в блок не кидает. Дерни, могут, Малая Кабарда появилась с подачи русских. Малая Чечня тоже появилась с подачи русских, и ты это хорошо. Вот ты сказочник, мама. Я уже твои сказки уже настолько. Чувак, вся Ингушетия появилась с помощью русских. Адуквак. Не было такой автономии. Никогда. До прихода русских. Тарская долина, где проживали какие-то тейпы, было. Джайрах был. Верховье Асиновки был. А дальше что было? Все, ничего не было. Эти земли были, граничили кабардинцы, черкесы и чеченцы. А вот тебя не было. Ты сам это уже заставил сказать. Не было просто-напросто. Все, тебя не было. Черкесы с 15 века, адыги, черкесы на картах с 14-15 века. Вы рассказываете о Вахуште, Багратионе, об определенном месте, где указаны глигвы, и то 18-19 век. Где-то, говорит, упоминается у каких-то греческих, других, но на карте нету. Кидать привычка нарнийцев. У вас такая привычка кидать. У Нохчи такой привычки нету. Я никого не кидаю. Уэздос омял дэш домой. А Чечня разве было? В Чечне были метрополии, да. Представляешь, были по греческому типу. Были. Что касается государственности, но государственности не было, но территория была закреплена за Нохчи народом. Полностью территорию. Даже за Терек, по левому берегу Терека выходили, вплоть до Каспийского моря. Там направо первых поселенцев это Нохчи земля. Ты знаешь вообще незыблемое правило, кто первый поселился на этом месте, и которых никогда никого там не было, эта земля принадлежит им. Представь себе, вот такое вот правило. Ну, давай не будем. Сейчас я не буду сейчас защищать черкесов, ингушей оставим. Адыги, поверь мне, такой же древний народ, как и ингуши, и как Нохчи. Не надо разгонять мадейцы. Пючмабит. Но тогда своих тоже домой ездил. Валлахи разгонял, и здесь многие знают, что я это сделал. Валлахи, биллахи, таллахи, я убирал отсюда чеченцев, которые говорили «Юэздош амилш». А сдейлс дуйби, напом, убирал. Вне всякого сомнения. Цашеку ясно. Ну что вы говорите насчет того, что там нельзя говорить? Адыги очень древний народ. Потомки хаттов, которые граничили с урартийцами, нашими предками. Хуритами и урартийцами. Хатты. Хатты по-разному говорят, но хатты я слышал в основном. И они очень древний народ. С древней культурой. Поэтому сказки нужно рассказывать не нам. Поэтому что? Хамду. Давайте сейчас еще отвечу на пару вопросов. Вы извините, но зашел я в 11, 12, час, 2, 3, 4 час пошел. Вы извините, у меня тоже не безграничный лимит, к сожалению, или к радости. Про мамлюков я мало знаю, поэтому не будем сейчас как бы зацикливаться. Ну, вот ты видишь, опять Дозер Групп. Ну, сейчас они скажут, вас упоминают только в 19 веке, 18 веке. Вы вообще часть чеченского народа. Если они скажут, ну, шуаль гумадец. Мадейцинши, не надо. Я понимаю, что у вас есть с черкесами какие-то напряги.
Я понимаю это. У вас должны быть какие-то ненависть к ним, но по сути косогами называли, вьетнамцы их называли. Это не ваше дело. Это не ваше дело. Они же не лезут к вам. Но факт остается фактом. До адыгов, к сожалению, вам очень-очень далеко. По истории и военным боевым действиям, я имею в виду адыгов. Адыги очень воинственный народ. По крайней мере, был раньше. И очень богатая культура. Я не хочу сейчас никого задевать, но Нохчи-Гола это один народ. А адыги это наши соседи. И говорить, что они косоги или кто-либо, ну неправильно. Почему флотингас? Нет, чеченцы, не знаю такой народ, как чеченцы. Нохчи очень неплохой народ. Кажется, ты флотинг, кажется, ты мне говоришь, что я стравливаю. Ты, походу, не видишь никаких вопросов, которые задают другие. Ты Доузер Групп и остальные всех читаешь. Ты читай побольше. Я не стравливаю. Я как раз таки говорю, не надо про них говорить. Плохое. А в голове Аллаха цажимац. Уже, Маша, ты немножко уже не в ту степь. Сегодня в 3 часа мы почти не говорили об ингушах. И все равно 1, 2, 3 человека потихоньку смогли перевести тему на свою любимую. Поэтому на этом я уже завершаю свой эфир. И последние 5 минут, кому отвечу, тому отвечу. Не обижайтесь. И огромное спасибо моим братьям и сестрам, которые сегодня смогли задонатить. Огромное спасибо моим братьям и сестрам с Ютуба, которые тоже слушают, задают вопросы, очень активные. Хочу отдельно поблагодарить всех братьев и сестер, которые смогли сегодня задонатить, поддержать наш канал. Я надеюсь, что понемножку наберем эту сумму, которая нужна, и мы получим очень хороший, важный заказ для нашего канала, который это книги и карты Аллаха. Я надеюсь, что они будут очень полезны для нас и для нашего канала. Это новое, это очень жёстенько, горячее будет инфо и горячие документы будут. С картами я постараюсь, с картами немножко, конечно же, они дороговаты, у меня не получается в последнее время их купить. Поэтому мы попытаемся с Рошкой, так жибжима Рошкой, то шохунде двое, особенно мой ночиш класс. Время от времени, конечно, не всегда все получается. Есть какие-то косяки с моей стороны, поэтому все интер долсун, все реально халхиетер хундала, дейлдер интер доллар дюршик, сушун халхиетит наупиетит, хитрендер саума дачун. Что касается кегуаш буи или там задают мне вопросы специально, Вежри, еще раз повторюсь, пускай задают вопросы, пускай показывает свое истинное лицо тот, кто делает и провокации делает. Я хочу, чтобы вы видели этих людей, вы знали, с чем вы имеете дело. Я никому не противлюсь, и каждый человек может зайти и говорить, я слышал, ты кого-то блокируешь, ты чего-то блокируешь. Если ты зашел в данной ситуации, ты можешь спрашивать, не нужно ингушам спрашивать про мою историю. Лучше, чем я свою историю, Аллах никогда не буду знать. И сюля не будут знать. Цашеку я сюда. Но чущаншая история дикиозац. А вот, если у них есть какие-то наши общие темы, он хочет спросить, пускай спрашивает. А провокации и любая ложь, которую они несут со своей стороны, это для них минус, потому что я буду показывать, к сожалению, не ту самую надежную и хорошую правду, которая у них есть по касаемо этому вопросу. Не обижайтесь, я еще раз говорю, я не оскорбляю ни один народ Кавказа и не собирался, не возвышаю себя над другими.
Но и лгать, и обговаривать насчет своего народа я тоже не дам. Это, как говорится, факт. Что касается остальных сказок, прибауток, я welcome, добро пожаловать, кто умеет нормально вести дискуссию. Кто не умеет, домой. Нечего делать. Я как раз таки за то, чтобы здоровое общение было. Ну, нужно, все, кто сюда заходит. Кстати, Грозно, хорошая идея, чтобы платили за вопросы. Тогда, конечно, я многие вопросы бы касаемо и аппаратуры, и многих других нужных нам вещей решил бы намного быстрее. Но шутки шутками, что я хочу сказать. В любом случае, мы открыты для диалога, и те, кто заходит, не должны пытаться там что-то вести, какую-то конфронтацию с подписчиками моими. Они это должны делать со мной говорить и задавать мне вопросы. А остальное заходите друг другу в директ, и там при публике то, что вы орете, показываете, там ежитесь, это не спор и не диалог. Вот так я хочу сказать вам по этому поводу. Будьте умнее, будьте добрее. Всем огромное спасибо. Если у кого-то есть вопросы, если у кого-то есть какие-то новые видео, что-то исторические карты, отправляйте директ. Я посмотрю, скажу, насколько достоверно, есть ли оно у меня или нету. Не забывайте приглашать нам побольше подписчиков, ставьте лайки, оставляйте 1-2 комментария, укрепляйте максимально наш контент, приглашайте побольше людей. Масально ДРС Хилл. Завтра я попытаюсь, по крайней мере, провести чуть раньше эфир, если у меня получится. Поэтому всем до свидания. Оскар, я видел этот канал. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах Таала барцак бойл, Аллах Таала баотвол вал, Аллах Таала нохши коман шенек ях, деба дебш, деша деш, даха дахар, луай. Масу нахана, масу комана, дахар ар. Адеквел, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Всем спокойной ночи.